أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا الهادي محمد القائد الأعلى المسدد. نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم، في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوغى. Мои дорогие, уважаемые братья-мусульмане и гости из числа немусульман, я очень благодарен вам за то, что вы пришли сегодня сюда. И для меня это большая честь, что у меня есть возможность обратиться к вам с этой очень важной темой. И я хочу, чтобы вы поняли, что это, в общем-то, и не лекция. Потому что я не готов читать лекцию по этой теме. То есть читать ее так, как будто бы у меня какие-то особые права говорить о цели жизни. Вообще-то это своего рода совет. И в первую очередь для меня самого. Так как я мог бы увидеть самого себя, сидящим среди вас, еще несколько лет назад. Хотя кажется, что это было всего лишь несколько дней назад, когда я не был мусульманином, а когда был христианином, таким же человеком, как и вы. Этническая принадлежность не имеет значения. Но я был человеком, личностью, который в то самое время не знал в точности и не мог ответить самому себе, в чем цель жизни. Сейчас я понимаю, чтобы для того, чтобы поделиться с вами информацией, мне придется занять ваше очень важное и драгоценное время, а ни у кого из нас нет даже одной минуты жизни, потраченной зря. Я обращаюсь к вам и прошу вас, всех вас, чтобы вы подумали о том, что я говорю вам, как об информации и совете. Эта информация может показаться немного растянутой,
Но если вы подумаете о возможностях человеческого мозга и о том количестве информации, которую он может хранить, о том количестве информации, которую он способен обработать и расшифровать, то я не думаю, что информация, которой я хочу с вами поделиться сегодня, покажется вам сложной. Итак, что же касается меня, то, обращаясь к теме, в чем цель нашей жизни, я также хочу попросить вас задуматься о том, что вы знаете об исламе. Я имею в виду, что вы на самом деле знаете об исламе. Не то, что вы читаете в газетах, не то, что вы видели по телевидению, это было подготовлено для вас. То есть не заранее подготовленная информация, которая дошла до вас от людей с предрассудками и с ограниченным кругозором. Но что вы действительно знаете об исламе? Но что вы действительно знаете об исламе и мусульманах? Даже не обязательно то, что вы увидели в поступках какого-то мусульманина, с которым вы, быть может, знакомы, потому что это не совсем объективный пример. Как я уже упоминал, для меня большая честь находиться здесь, в Сиднее, в Австралии, в стране, которая лежит снизу, как вы это называете. Я хочу сказать, что у всех у вас равные степени ответственности, как и у меня. И ответственность, что лежит на вас, это слушать с открытым сердцем, и открытым разумом. В этом мире, заполненном предрассудками и культурными условностями, чрезвычайно трудно найти людей, которые хотели бы быть объективными, хотя бы на один момент, отбросить в сторону условности и подумать на мгновение, если вы осмелитесь, в чем цель нашей жизни? То, что я имею в виду под открытым сердцем и разумом, очень просто. Вы можете попробовать, когда придете домой. Здесь нет фокусов. Переверните стакан вверх дном и посмотрите, сможете ли вы налить в этот стакан воды. Можете лить хоть весь день, но стакан будет пустым. Разум и сердце — это приемники информации и духовных ценностей. Минимально вам необходимо слушать, чтобы принять их. На какой-то момент вам нужно убрать преграду. К сожалению, когда вы задаете большинству людей такой важный вопрос, в чем цель жизни, такой критический, важный вопрос, то вам не расскажут о выводах, которые были подчеркнуты из жизненного опыта. Вам не расскажут. Вам не скажут то, что было рождено путем размышления и логики. Вам не скажут о своих собственных убеждениях. Обычно, когда задается такой вопрос, вам ответят обычно тем, что говорил кто-то другой. Или то, что обычно принято у большинства людей. То, что говорила моя мать или мой отец о цели жизни. Что сказал священник нашей церкви о цели жизни. Или что сказал мой преподаватель в школе о цели жизни. Что сказал мой друг, что сказал тот-то и тот-то. Если я спрошу кого-нибудь из вас о цели еды, зачем мы едим?
Все скажут, мы едим, чтобы питаться. Очень просто. Если я спрошу кого-либо из вас, зачем мы работаем, мне ответят, я работаю, потому что я должен содержать себя и свою семью достойным образом. Простой ответ на простой вопрос. И если мы зададим серию подобных вопросов, зачем мы моемся, зачем одеваемся, на все эти вопросы ответят, сказав, это очень просто. Это общая необходимость для всех людей. Если вы зададите эти вопросы сотням людей в 100 различных точках мира, вы получите практически одинаковые ответы. Тогда я спрашиваю у вас, спросите сами себя, почему, когда мы задаем простой вопрос, в чем смысл жизни, мы получаем так много разных ответов? Потому что в реальности люди и не думали об этом. Это слишком страшно. Не сам вопрос страшен, но страшно то, что если мы на него ответим ясно, это может изменить нашу жизнь навсегда, а мы боимся перемен. Человек внутренне, изначально, боится перемен. Поэтому так легко следовать, имитировать, слепо, потому что тогда не возникает чувство ответственности. Можно винить кого-нибудь другого. Подумайте об этом сегодня. Неужели цель нашей жизни — это есть, спать, одеваться, работать, приобретать материальные вещи и наслаждаться самим собой? Гедонисты скажут вам, что искатели наслаждений, мирских благ, люди, которые хотят только наслаждаться, которых заботит только вкус, осязание, ощущения, запахи, владение собственностью, это люди, которые думают, что мир у них в руках, или что мир заключен в бокале бренди. Они скажут вам, что жизнь только для удовольствия. Наслаждайся как можешь. Неужели это цель? Почему мы родились? В чем смысл нашего существования? И какая мудрость стоится за сотворением человека и этой огромной Вселенной? Подумайте над этим вопросом. Подумайте серьезно. Некоторые утверждают, что нет доказательств какого-либо божественного происхождения этого мира. И нет доказательств, что есть Бог. И нет доказательств, что эта Вселенная возникла для какой-то божественной цели. Да, есть те, кто так говорит, и некоторые из них занимают места в научных кругах, в правительстве. Некоторые из них занимают элитное положение в обществе и в нашей жизни. Некоторых из них называют выдающимися личностями. Но они сами запутались. У них тоже есть свои собственные разочарования. Я хочу поделиться с вами статистикой. Самое большое количество несчастий, самое большое количество самоубийств и самое большое количество смятений, принижения существует именно в этом классе людей. Так что очевидно, что даже у них нет ответа.
Есть люди, которые так аргументируют и говорят, что этот мир возник случайно, что означает «наобум». Вот что значит случайно, наобум. То есть, например, ты идешь в игорный дом, его здесь называют игорный дом. Придумали такое милое название. В это место аморальности. Это место, где вы ставите сбережения всей своей жизни на карту. Вы пытаетесь получить что-то просто так. Вы ставите тяжело заработанные деньги. Иногда муж не говорит жене, а жена не говорит мужу. И они теряют свой дом, свои жизни, полагаясь на случайность, пытаясь получить что-то просто так. И правительство все это устроило и поддерживает это за счет ваших налогов. Насколько же вы одурачены, что если задуматься, например, вы играете 5 лет и проиграли 50 или 60 тысяч долларов, но если вы выиграете 25 тысяч долларов, то вы счастливы. Итак, думать, что этот мир появился случайно, это все равно, что думать, что если вы кладете деньги в игорный автомат, то цифры возникают случайно. Ведь это не так. Все знают, что в казино все подстроено, и только оно выигрывает все время. Но думать, что этот мир возник случайно, так же глупо, как и полагать, что цифры в казино также возникают случайно. Давайте проведем тест. Этот пример вы можете проделать дома со своими детьми. Возьмите 10 шариков. Расставьте на них цифры от 1 до 10. И положите их в мешок. И потрясите мешок. Затем закройте глаза, не заглядывайте в мешок. И вытащите шарик номер 1, затем шарик номер 2, затем шарик номер 3. И в этой последовательности всего лишь 10 шариков. 5, 10. Какие у вас шансы вытащить шарики в этой последовательности, не глядя на них? Если здесь в зале есть математический гений, который знает об исчислении, который знает о произвольном выборе, кто-нибудь знает вероятность? 26 миллионов к 1. А это всего лишь 10 шариков. Это называется микропример. Давайте пойдем дальше и рассмотрим макропример. Наша Земля — единственная планета из 9, как некоторые говорят, из 11 в нашей Солнечной системе. Не так ли? А наше Солнце, которое дает энергию и свет, и силу притяжения, является центром нашей Солнечной системы. А наше Солнце всего лишь одна звезда, и далеко не самая большая из всех звезд в нашей галактике, которая называется Млечный Путь. А Млечный Путь — одна из малых галактик в туманности Андромеды. И Андромеда сама по себе включает миллионы галактик, таких как та, в которой находится наше Солнце. И есть миллионы, буквально бесчетное множество галактик, скопление галактик, таких как Андромеда. Это было выяснено посылкой звука и света. Этот звук и свет так и не вернулись. Итак, весь этот разнообразный порядок, что мы видим на небесах, который мы можем как-то подсчитать и предсказать, который мы называем ночь и день, время. Все это упорядочено, что позволяет нам вести летоисчисление. Скажите мне, если вы не можете упорядоченно вытащить 10 шариков, то как же все это пришло в порядок? Совершенно очевидно, что это сделал не человек, потому что человек — это всего лишь капля воды на земле. Абсолютно ничто. Вы даже не увидите его с определенного расстояния. Он забыт. И поэтому я говорю вам,
И, конечно, весь этот великий мир со всеми его огромными окрестностями не мог произойти просто так. И если даже мы примем эту теорию огромного взрыва, но ведь кто-то должен был создать этот заряд, потому что после того, как произошел взрыв, все пришло в порядок. Так что порядок не возник из этого порядка. Вы не можете утром встать с кровати, не заправив ее, и вернуться домой, а постель уже заправлена, если, конечно, у вас нет служанки. Вы не можете разрушить дом, а вернувшись с работы, найти дом целым, если только его не восстановили строители. Порядок не возникает из такого порядка. Порядок возникает из особого порядка. Порядок называется законами, законодательством, что означает наука. Это означает факт. Это означает детерминацию. Если человека не было, когда произошел этот большой взрыв, то он не имеет никакого отношения к этой детерминации или к чему-нибудь после этого. И здесь мне хотелось бы упомянуть несколько стихов из Корана. Я обращаюсь к этой теме, потому что Коран был открыт более 1400 лет назад. Это книга, в которой 6626 стихов, которые были сохранены и запомнены с момента его открытия, более 1424 лет назад. Запомненными со времен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые выучили наизусть его сподвижники. Тот же самый Коран с нами сегодня. И среди сидящих здесь людей, я уверен, есть 5 или 10 человек, которые знают весь Коран наизусть. И это чудо. Если Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не оставил бы ничего в качестве доказательства своего чуда и своего пророчества этому миру, то это был бы Коран. Я попрошу своего брата прочитать несколько стихов, а потом я переведу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Я переведу только 2 или 3 аята, потому что этого достаточно, чтобы обратиться к этому вопросу. Итак, в этих аятах говорится: Коран говорит, в сотворении небес и земли и чередовании ночи и дня, конечно же, это уже само по себе есть знамение для тех, кто размышляет. Тех, кто размышляет, о сотворении небес и земли и об их Создателе. Тогда, когда они стоят, тогда, когда они сидят, или когда они лежат на боку. Постоянно они размышляют о знамениях небес и земли. Они говорят: наш Господь, наша опора. Не для какой-то пустой, глупой или случайной цели Ты создал все это. Так спаси нас от огненной гиены. Дорогие братья и сестры и гости, эти аяты Корана, эти стихи
Аллах, свят Он и велик, Создатель небес и земли, Всемогущий Господь, сказал нам очень ясно и привлек наше внимание к созданию нас самих. Это первое. Различные позы человеческого тела. И потому что Он Создатель, и Его трон стоит над 7 небесами, и Он спускается с этого трона в форме знания, которое охватывает этого человека. Так Он сначала говорит про сотворение небес и земли, и о том, что человек не может объяснить. Затем Он говорит о чередовании ночи и дня, как мы это наблюдаем. Затем Он говорит о позе человека, стоящего. Мы знаем, что мы другие, когда мы стоим. Даже наш разум другой. Мы по-другому чувствуем, когда стоим. Затем Он говорит, тогда, когда они сидят, и у нас другое поведение, когда мы сидим. Психологи вам скажут об этом, что человек принимает разные решения в соответствии с расположением его тела. Когда вы стоите, вы можете быть высокомерным. Когда вы стоите, вы можете делать объявления. Когда вы сидите, вы обычно получаете. Вы слушаете. Вы более скромны. Когда вы лежите на боку, вы или больны, или слабы, или собираетесь спать. Это поза человеческой психологии. Посмотрите же, как прекрасны эти аяты. Мудрые люди, которые чувствуют Бога, они думают, что они во всех этих состояниях. И они говорят: «О Бог». Конечно же, не ради какой-то пустой, или случайной, или глупой цели Ты создал все это. Спаси меня от меня самого. Спаси меня от моего тщеславия. Спаси меня от моей глупости. Спаси меня от моей непокорности. Спаси меня от моего неверия. Спаси меня от адского огня. Дорогие братья и сестры и гости, конечно же, есть Создатель. И, конечно же, этот Создатель заслуживает, чтобы вы Его признали. И, конечно, этот Создатель заслуживает, чтобы вы Ему подчинялись. И определенно у этого Создателя нет помощников или сотоварищей. Например, мы должны задать себе следующий вопрос. Когда ты видишь мост, здание, автомобиль, ты автоматически думаешь о человеке или компании, которые создали его. Ты никогда не подумаешь, смотря на новую машину, на новые технологии, вы никогда не подумаете, что это все создалось само по себе или просто всегда было там. Давайте возьмем кое-что попроще. Если бы вы были в малонаселенном районе, так вы называете это здесь, не так ли? Если бы вы шли по малонаселенному району, мы называем это пустыня в Америке, и увидели бы часы, очень дорогие, может быть, как те, что я ношу, недорогие, но сложные, с мировым временем, с 3 разными будильниками. Если бы вы увидели часы, лежащие на земле, подумали бы вы про себя, что они всегда там были? Нет. Вы бы подумали, что кто-то их потерял, потому что вы знаете, что это не является частью естественного пейзажа. Это не часть этой окружающей среды. Они были созданы кем-то и потеряны кем-то. Не так ли? А ведь это просто часы. И не такие уж они сложные. Они не сравнятся с человеческим глазом. Они не сравнятся с Солнцем или Землей, с различными экосистемами. Это не так. Так как же может быть, что вы думаете, что у этих часов есть Создатель, а у этой Вселенной нет Создателя? И все получилось просто, само собой. Когда вы видите атомную станцию или орбитальную станцию, и, кстати, к сожалению, орбитальную космическую станцию, которую вы можете увидеть в небе, она может сойти с орбиты в любое время. Потому что Америка и Советский Союз, у них нет денег. Нет, у них есть деньги на войну, но у них нет денег на продолжение космической программы.
Так что 56 миллиардов долларов, те, что были потрачены на космическую станцию, скорее всего, с ними уже все покончено. Когда вы видите атомную станцию, или орбитальную станцию, или супермеждународный аэропорт, вы будете под большим впечатлением от инженерной динамики. И все же это просто вещи, которые были произведены человеком. А как насчет человеческого тела? С его массивными и сложнейшими системами контроля. Подумайте об этом. Подумайте о мозге. Как он думает, как он функционирует, как он анализирует, как он хранит информацию, выбирает информацию, различает ее, характеризует информацию на миллионную долю секунды. Как он это делает? Постоянно. Подумайте немного о мозге. Подумайте немного об этих мобильных телефонах. Я бы попросил вас быть достаточно вежливыми, чтобы вы отключили ваши мобильные телефоны. Ваша жена, если ее нет здесь, она не будет против. Ваш муж, если его нет здесь, он тоже не будет против. На вашей работе не будут против. Так что выключите или переведите их в другой режим. И это будет вежливо. Итак, мы говорим о мозге, который создал автомобиль, космические корабли, морские корабли и так далее. Подумайте о мозге и о том, кто его создал. Подумайте о сердце, как оно качает кровь по всему телу, всю жизнь человека. Сердце качает без остановки. Оно начинает работать у ребенка, когда он еще находится в утробе. Сердце уже качает. И с этого момента и до самой смерти это сердце качает без воли человека, у которого оно в груди. Сердце засасывает и распределяет кровь по всему телу. И поддерживает это с точностью в течение жизни человека. Подумайте об этом. Подумайте о почках. Какую функцию они выполняют? Это очищающий инструмент тела, который выполняет сотни химических анализов одновременно и контролирует уровень токсичности в теле. И все это делается автоматически. Подумайте о ваших глазах, о человеческой камере, которая корректирует, фокусирует, прерывает, оценивает, автоматически переводит в цвет. Естественное преломление и корректировка цвета на расстоянии. Автоматически. Подумайте об этом. Кто создал это? Кто придумал глаз? Со всей технологией нет замены человеческому глазу. Они даже не смогли создать робота, который мог бы передать мимикой моргание глаза. А если бы они сделали этого робота, который бы моргал, имитировал бы моргание человеческого глаза, такого робота нужно было бы просто выкинуть, потому что он не смог бы поддерживать синхронизацию, так как это делает глаз. Даже такую простую вещь. Так кто же создал это? Кто задумал это? Кто запланировал это? И кто регулирует это? Сами люди. Что вы ответите? Конечно же нет. А как насчет Вселенной? Подумайте об этом. Земля — это одна планета нашей Солнечной системы, а наша система — одна из многих систем Млечного Пути. Я уже приводил этот пример ранее. Кто создал это? Кто придумал это? Кто поддерживает это вечно? До сих пор она продолжает расширяться. По одной научной теории, что это? То, что Вселенная расширяется. Пока мы живем, она будет расширяться, пока один день она не взорвется вовнутрь. Взорвется вовнутрь — это означает, что она взорвется с внутренней стороны. Не с внешней стороны, а изнутри.
Но это теория. Мы не знаем. Но мы точно знаем, что она расширяется. Однако для всех намеченных целей это не влияет на организацию, которую мы видим. Кто придумал это? Кто управляет этим? Человек? Конечно же нет. Человек просто наткнулся на эту теорию вчера. Определенно есть Создатель. И этот Создатель заслуживает того, чтобы его признали. Этот Создатель заслуживает того, чтобы ему подчинялись. Потому что только этот Создатель имеет право создавать законы и судить. И быть для людей тем, кто обладает высшим интеллектом, тем, кому подчиняются. И определенно у этого Создателя нет помощника. Так же, как и нет того, с кем его можно было бы сравнить. Вся эта упорядоченность, баланс, гармония, разнообразие, дизайн, поддержание, работа и бесконечное множество. Все это возникло случайно, произвольно, а также все эти вещи функционируют вечно и идеально. Тоже случайно. И они продолжают существовать сами и поддерживают себя также случайно? Что вы ответите? Конечно же нет. Это было бы абсолютно нелогично и глупо. А мы вполне логичные и не глупые люди. Но, может быть, мы просто не думали об этом? По крайней мере, это указывает на то, что как бы это ни возникло, это абсолютно за пределами человеческих способностей. И мы все с этим согласны. У нас должно быть полное согласие в этом вопросе, что все это за пределами человеческой способности. То, что существует всемогущая сила, Бог, Создатель Вселенной, источник энергии, источник силы, источник существования. Вы называете его так, вы называете его эдак, вы называете его Создателем, вы можете назвать Создателя как хотите, но принцип одинаков. Это за пределами возможностей людей. Мы подданные, мы подчиненные, мы сами не принцип. Создатель всего сущего обладает знаниями для дизайна и пропорциональности. Он создал все это. Он отвечает за поддержание всего этого. Этот Создатель единственный, который заслуживает хвалы и благодарности. Если бы я дал вам, каждому, по 100 фунтов или по 100 долларов просто так, перед тем, как вы уйдете отсюда, я бы сказал вам, только за то, что вы пришли сюда, там на выходе каждому из вас дадут 100 долларов. Не забудьте взять ваши 100 долларов. Просто оставьте свое имя и скажите спасибо человеку, который дал вам их. Вы оставите свое имя? Вы скажете спасибо? Все бы сказали. Конечно. Вы бы здесь все в очередь построились. Я спрашиваю вас, а как насчет ваших глаз? Как насчет ваших почек? Как насчет вашего мозга? А как насчет вашей жизни? Как насчет вашего дыхания? Как насчет ваших детей? Как насчет вашей жизни? Возможностей, ресурсов, которые были даны вам. Вы благодарны за это? Или вы говорите, я сам все это заработал? Разве тот, кто дал вам жизнь, не достоин похвалы и благодарности? Разве тот, кто дал вам жизнь, не достоин поклонения и признания? Дорогие братья и сестры и гости, несомненно, то, что в этой жизни есть цель. И первое — это признать и благодарить Создателя. Второе — это следовать законам этого Создателя. И в-третьих, воздавать хвалу и быть благодарными в поклонении Создателю. Это первая и изначальная цель нашей жизни. Так же, как первая ответственность ребенка
По мере того, как он растет, его обязанность воздавать уважение своим родителям. Но перед тем, как уважать своих родителей, разве он не должен узнать их? Вы знаете своих родителей. Поэтому уважайте своих родителей. Потому что вы знаете, что вас не было бы здесь, если они не были бы вашими родителями. Во-вторых, они нянчили вас, они отправили вас в школу, решали ваши проблемы. И даже если вы полностью не уважаете их и не слушаете, вы должны психологически зависеть от них и быть им благодарны, обязаны им и быть перед ними благодарными. А как же насчет Создателя, который создал их, и их родителей, и их родителей, и их родителей, и даже их родителей, и весь мир? Весь этот космос, который мы ощущаем. Разве этот Создатель не достоин вашего признания? Этот Создатель не достоин уважения? Разве этот Создатель не достоин хвалы? Разве Он не достоин поклонения? Это так же фундаментально, даже более фундаментально, чем уважение и признание ваших родителей. Это первоначальный и главнейший фундамент. Цель нашей жизни — признать и быть благодарными всемогущему Богу, Создателю, средствами науки, средствами диалектики, средствами математики, поклонением, размышлением, любым доступным вам способом постарайтесь понять факт, что вы не сами одарили себя благами, а то, что вы существуете на то, что вам было дано, и чего вы даже не просили. Я не думаю, что кто-либо, кто считает себя умным или ученым, или аналитиком, который много спорил об этой цели. У них могут быть свои аргументы, свои собственные объяснения, свои идеи, свои теории. Но все это сводится к одному и тому же, потому что все люди со своими идеями и теориями, они, похоже, направляются в одно и то же место. Потому что я не видел еще никого, кто бы избежал смерти. Ну, наверное, разве что кроме Уолта Диснея. По крайней мере, так нас заставляет думать. Или Стивен Спилберг, или Голливуд, Чарливуд, Болливуд. Но реальность жизни в том, что каждый из вас, каждый день, который вы просыпаетесь, вы приближаетесь к смерти. И об этом следует подумать. Вы не ближе к своим целям, вы не ближе к тому, над чем работали всю свою жизнь. Вы ближе к смерти, потому что это конечное место, куда мы все направляемся. Из утробы в могилу. Только так. Да, и Майклу Джексону придется сделать еще один триллер. Братья и сестры, это то, к чему вам и мне нужно отнестись очень серьезно. Мы должны смириться с этим вопросом. Мы должны решить этот вопрос. Не позволяйте смерти ударить вас в спину, потому что даже дети умирают. Подростки умирают. Молодые и сильные, умные, прекрасные и уважаемые личности умирают. Даже высокомерные люди умирают. И даже палачи умирают. Смерть — это дверь. И если бы Создатель небес и земли не имел другой власти над своими творениями, которые считают себя могущественными личностями, независимыми, если бы у него не было бы другой власти или закона своей власти, кроме смерти, то этого было бы достаточно.
Потому что любой с властью, любой с ресурсами, любое правительство и им подобное, если бы они могли что-нибудь сделать, что-то, от чего можно было бы откупиться, то это было бы что? Смерть. Но с ней не поторгуешься. Дорогие братья и сестры, давайте все засвидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме Бога. Мы все должны это засвидетельствовать. Нет никого, ни на небесах, ни на земле. Нет принципов, нет власти, независимых, нет человека или группы людей, нет общества, нет нации, нет коалиции наций, которые бы обладали властью над жизнью и смертью. Кроме кого? Кроме Создателя. Давайте засвидетельствуем, что никому нельзя поклоняться, кроме Создателя. Никого благодарить, кроме Создателя. Давайте засвидетельствуем это. Давайте все скажем, что нет никого, кому надо поклоняться и кого нужно признавать, кроме Создателя. Скажите это. Что, какие-то проблемы? Какая-то загвоздка? Почему вы колеблетесь? Если кто-то думает, что он сам себя создал, если кто-то думает, что он за пределами этого цикла, пусть встанет, потому что он должен стоять здесь и говорить. Может, он расскажет нам какую-нибудь теорию, которую никто из нас не знает. Если же нет, то все мы должны засвидетельствовать. Или, по крайней мере, если я назову ваше имя, то есть я называю ваше имя, вы бы подошли ко мне и сказали: дайте мне конверт. И там было бы написано, что некто Дэвид Мэтьюс получает $2000. Просто так, мы вытащили его имя из шляпы, и он получает $2000. Спускайтесь сюда к нам. Если бы он сидел там наверху, он, скорее всего, спрыгнул бы с балкона, чтобы поскорее попасть сюда. Видите? Так что, когда вам это выгодно, у вас нет проблем. А для Господа есть проблемы. Мусульмане, скажите «Ля иляха илля-Аллах». Вот что имеет значение. Это означает, что никого нельзя признавать, никому нельзя поклоняться. Это означает, что никому нельзя подчиняться и слушаться, кроме Создателя. И это то, что говорил Иисус, Моисей, так говорил Авраам, так говорил Давид, так говорил Соломон. Да будут они все благословенны. Это то, что сказал Исаак. Это то, что сказал Исмаиль. Это то, что говорил Иоанн Креститель. Это то, что говорил Иисус Христос. И так сказал благословенный Мухаммад. Да пребудет над ними всеми мир. Все пророки, все люди, которые получили благословение от Бога, они все сказали одно: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Они сказали такое простое заявление. Дорогие друзья, дорогие мусульмане, давайте теперь обсудим вторую часть нашей темы. Что вы знаете об исламе? Не то, что вы слышали об исламе, особенно недавно. Не то, что вы слышали от мистера Буша или мистера Блэра, или мистера Дарвина, или мистера Эйнштейна, или мистера Диснея, или мистера Спилберга. Не то, что вы прочитали в Нью-Йорк Таймс, или в Лондон Таймс, или не то, что вы увидели по NBC или CNN. Что вы действительно знаете об исламе? Конкретные факты. Потому что слово «ислам» — это ведь не что-то бессмысленное. Это не туман. Это не то, на что можно посмотреть с различных точек зрения. И не то, что по-разному понимается разными людьми. Это не так. Это не то, что сказал ваш отец. И, конечно же, есть разница между мужчиной и отцом.
Очевидно, что есть разница между мужчиной и особью мужского пола. Это не тот самец, который большой молодец. Но есть разница между мужчиной и самцом. По крайней мере, она была раньше. И она была явной. Самец — это пол. Родился, так сказать, такого пола. Они могут выбирать по своей прихоти и хотеть для себя другой пол, платить большие деньги за операцию, чтобы одурачить вас. Но самец — это пол, и самка — это пол, но мужчина — это синоним ответственности. Это нечто другое. Так что самец, который не чувствует на себе ответственности мужчины, он не выполняет приказа, возложенного на него от рождения Богом. Они просто самцы. И то же самое для самок. Потому что у самца и самки разная анатомия. У них разная психология. У них разные роли. Есть такие люди, которые говорят, что это не так. Они скажут, что женщина равна с мужчиной во всех отношениях. Они конкурируют, залезают на столбы, копают канавы и прочее. Но до сих пор еще ни один мужчина не смог родить ребенка. Это так же, как ислам. Ислам — это принцип. Ислам — это всеобъемлющая система. Ислам — это закон. Вы можете называть это религией, но я не люблю использовать это слово. Оно слишком ограниченное. Когда мы говорим «религия», то в голове крутится куча вещей. Из книг, фильмов, религиозных книг. Чувствуешь себя скованным, как в тесном костюме. Это все равно, что попасть в виртуальную реальность. Вы слышали об этом, да? Так что как в виртуальной реальности. Вы можете заплатить и пойти куда-нибудь, и работать, и получать свою собственную религию. Но с исламом другое дело. Здесь совсем не так. Ислам — это закон. Ислам — это система. Ислам — это законодательство. Ислам — это правило. Поэтому у него есть измерение, по которому вы можете определить и идентифицировать его. Мусульманин — это человек, который создает профессию, в которой они принадлежат или с которой они связаны с этой системой. Вы судите систему по людям, которые говорят, что они часть ее? Конечно же, нет. Поэтому если у них есть то, что называется разоблачение, как если бы человек, который работал на мою компанию, и он что-то сделал неправильно, то моя компания не будет ведь виновата в этом, так? Потому что я уже всех разоблачил. И этот человек даже не обязательно может представлять нашу компанию и так далее и тому подобное. Я сделал разоблачение, и Бог также его сделал. Эти люди сами по себе. Бог не подсуживает. Бог совершенен. И Бог не умирает. У Бога нет ограничения. Бог не ошибается. И Бог не аморален. У Бога нет предубеждений. Но некоторые мусульмане, у них есть все это. И поэтому мы не обвиняем и не судим систему жизни по людям, которые утверждают, что они являются частью этой системы. Мы не обвиняем Иисуса Христа за то, что сделал Джим Джонс. Мы не обвиняем Иисуса Христа за то, что сделал Джеффри Дама. Мы не обвиняем Иисуса Христа за то, что сделал Чарльз Мэнсон. Мы не обвиняем Иисуса Христа за то, что сделал взрывник из Оклахомы. Как его звали? Тимоти МакВейн. Был ли он христианским фундаменталистом? Мы не будем обвинять его. Мы не будем называть никого из этих людей христианскими фанатиками, христианскими террористами. Мы этого не скажем, что люди в каком-нибудь Новом Орлеане, что они христианские фанатики. Мы этого не говорим. Так почему же мы говорим? Мусульманские фанатики,
исламские фундаменталисты, исламские террористы. Как мы обвиняем глобальную веру, которая почти 15 столетий, с ее законами, принципами, достоинствами, с историей, как мы можем обвинять веру и всех людей этой веры, делая для них такую классификацию, таким образом создавая противоречие, оксюмору? Вы ведь знаете, что такое оксюмора? Оксюмора — это слово означает обратное тому, что вы ставите рядом с ним. Например, исламский террорист, исламский фанатик. Это оксюмора. Человек не может быть исламистом по определению, если он фанатик. Этого не может быть, потому что ислам сегодня — это система мира, система подчинения и преданности Богу, система достоинства. И если мусульманин ведет себя не как мусульманин, совершает преступление, то кто он? Он мусульманин-преступник, не так ли? И если христианин поступает не так, как говорил Иисус Христос, как он учил и жил, если христианин совершает преступление, кто он? Христианин-преступник. Если иудей совершает преступление, кто он? Иудей-преступник. Буддист, индуист и любой другой, кто совершит преступление, кто они? Преступники. Но вы же не будете обвинять веру из-за этого. Из-за преступников, не так ли? Если бы все было именно так, тогда бы Америка, Великобритания, Франция, Германия, эти так называемые передовые нации, у них было бы больше всех преступников в костюмах, чем преступников в тюрьмах, потому что они все были бы преступниками в правительстве. Мы слышим термины «ислам» и «мусульмане» очень часто. И мы читаем об исламе и мусульманах в газетах, учебниках колледжей и университетов. Мы слышим и видим много неточной, лживой, целенаправленной дезинформации в средствах массовой информации. И мы должны признать, что часть этой информации, часть этой лживой презентации, часть этих искажений была создана самими мусульманами. Мы должны признать это. Это правда, до определенной степени. Однако каждый пятый человек на этой земле мусульманин. Более 1 миллиарда и 400 миллионов мусульман в мире. Мы не говорим 1,4 миллиарда арабов, азиатов, африканцев. Мы этого не говорим. Потому что вы не найдете ни одной страны в мире. А даже если вы и откроете какую-нибудь новую страну, мусульмане уже будут там. Белые, черные, зеленые, желтые, высокие, маленькие, мужчины или женщины, богатые или бедные, любого этнического происхождения. Мусульманская нация, мусульманское братство — это глобальное братство, глобальная нация. Мусульмане есть по всему миру. Каждый пятый человек на этой земле мусульманин. Так же, как и каждый пятый человек на этой земле китаец. Так же, как и каждый пятый человек в этом мире это индус. Это статистика, которую мы можем подтвердить. Сядьте за компьютер, проведите поиск, возьмите энциклопедию, возьмите альманах, ищите там, и вы найдете подтверждение этой статистики. А вы все знаете об Индии? Вы все знаете о Китае? Но я задаю вам вопрос. Почему вы ничего не знаете об исламе? Вы можете знать китайский язык, индийский язык, вы знаете конституцию этих стран, разговаривать на их языке, есть китайскую кухню, индийскую кухню. Но я спрашиваю вас, что вы действительно знаете об исламе? Что вы знаете о социальных, экономических, политических, исторических фактах ислама? Почему вы не знаете об исламе? Что утверждает более 37 наций в братстве конфигураций? В общем, едином братстве. Что делает брата в Саудовской Аравии моим братом? А я ведь из Америки. Что делает брата из Пакистана моим братом? Что делает брата австралийца моим братом?
французский мусульманин, немецкий мусульманин, скандинавский мусульманин, английский мусульманин, индонезийский мусульманин. Что делает их моими братьями? У нас разного цвета кожа, у нас разные культуры. Мы не говорим на одном языке. Братьями нас делает связь веры. Это ислам делает нас братьями. А вы, как никто другие, являетесь точной характеристикой неправильно понятого образа жизни, которому следует большая часть человечества. И я представлю вам факты. Но, как я уже говорил раньше, необходимо, чтобы вы были с открытым разумом и открытым сердцем. Иначе вы не поймете того, что я говорю вам, потому что вы перевернете этот стакан вверх дном. Слово «ислам» означает сдача, преданность, подчинение и послушание. Преданность, подчинение и послушание перед кем? Перед Создателем небес и земли. Вы можете сказать Аллах, вы можете сказать Создатель, вы можете сказать Источник созидания, вы можете сказать принцип существования, вы можете так сказать. Но все эти атрибуты принадлежат Создателю, наимудрейшему, всезнающему, абсолютному, вечному, тот, от которого зависит все, тогда как Он не зависит ни от кого. Мы говорим «Аллах», потому что Аллах на арабском языке — это очень ясное название. И если я скажу «God» по-английски «Бог» и произнесу его наоборот, что будет? Видите? Собака. И поэтому для некоторых собака может быть Богом. В конце концов, собака — это лучший друг человека. И он вполне может его взять себе Богом. Мы говорим «Аллах». И это не мусульманский Бог. Аллах. Впереди этого слова стоит артикль «аль». Означает определенный артикль. Означает единственный. Означает особенный. Означает отчетливый. Аль. Аллах. А илля означает тот, кому поклоняются. Тот, кого обожествляют. Тот, к кому нас тянет. Тот, кому подчиняются. Так что, когда мы говорим «Аллах», это означает единственный, достойный поклонения, хвалы и признания. Аллах. Мы говорим «Аллах», потому что в арабском языке это слово означает уникальность и отсутствие половых признаков. Так что с этой точки зрения я буду использовать слово «Аллах». И вы знаете, что я говорю не только о мусульманском Боге. Я говорю о Создателе небес и земли, вашем Боге и моем Боге. Один Бог для Моисея, Авраама, Иакова, племени Иоанна Крестителя и благословенного пророка Мухаммада, да пребудет мир над всеми ними. Один Бог. И никто из них не использовал слово «Бог». На иврите или арамейском, или на арабском языке слово «Иля» или «Аллах» — единственное слово, что они использовали. Потому что это очень ясное и отчетливое имя. Оно никогда не использовалось для какой-либо осязаемой вещи или даже для идеи. Слово «ислам» происходит от слова «саляма». «Саляма» означает «быть в мире». Оно также означает «безопасность». И оно также означает уверенность. Потому что мусульманин — это человек, который подчиняется кому? Аллаху. Мусульманин — это человек, который предан и следует закону кого? Аллаха, всемогущего Бога. И через подчинение он получает мир для себя. Вы видите, что это очень просто. Когда я следую закону, когда я соблюдаю закон или законодательство, которые были предназначены для меня, это означает, что мой естественный характер. Поэтому я становлюсь кем? Конформистом. Я упорядочен, я в гармонии.
И будучи в порядке и в гармонии, вещи, что я должен получить, приходят ко мне. Поэтому естественно быть мусульманином, и противоестественно им не быть. И это становится очень ясным из этого определения, что все пророки всемогущего Бога были кем? Мусульманами. Потому что даже всемогущий Бог сказал в Откровениях, которые мы слышали раньше из суры, которая называется Аль-Байина. Прочти их, брат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Эти аяты Корана, которые говорят, это очень ясное определение. Он говорит, и они, люди, пророки всемогущего Бога, им не было приказано делать что-либо, кроме поклонения, признания и повиновения своему Богу. И быть мухлис. Мухлис означает быть искренними перед Богом, быть чистыми, быть моральными. Стремиться к законам, к законодательству, которое Он предназначил для них. Каждый пророк, который приходил ко всем людям, приходил с книгой, приходил с посланием, приходил с предостережением, приходил и умолял людей, говоря им, не поклоняйтесь идолам, не поклоняйтесь другим лжебогам, не будьте язычниками, не предавайте Богу сотоварища, слушайте своего Создателя, не забывайте о своем Создателе, будьте порядочными, будьте честными, будьте моральными, будьте добрыми, будьте мягкими. Это значит быть ханифом. Ханиф — это означает быть честным с Богом. Не позволять ничему стоять между вами и Богом. Никаких партнеров, никаких помощников. Содержите свои отношения с Богом святыми. И поэтому, что вам приказал сделать Бог? Держаться этого порядка, прежде любого другого порядка. Это называется ханиф. И совершать молитву. Потому что, в конце концов, что же мы можем сделать для Бога? Что мы можем сделать для того, кто создал нас? Что мы можем сделать? Если ваша мать и отец дали вам жизнь, учили вас, что ваша мать сделала для вас, пока вы были молодым? Она не спала ночами, испытывала трудности с вами в школе, в колледже. А когда вы закончили учиться, и они состарились, и вы поместили их в дом для престарелых, позор вам! Что вы можете сделать для своих родителей после того, как они сделали это для вас? Что? Ничего. Тогда что мы можем сделать для Бога? Ничего, кроме поклонения Ему, благодарности Ему, кроме того, что мы признаем Его и будем следовать Его закону, молиться всю свою жизнь и быть щедрыми. Бог сказал, быть порядочными по отношению к Богу и быть порядочными по отношению к людям. Это правильный путь. Мои братья и сестры, если вы прочитаете Писание тщательно, без своей собственной интерпретации или кого-либо еще, вы узнаете, что это было очень простым посланием всех пророков, которые составляют соответствие друг другу. Ни один из пророков не сказал «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне». И Иисус Христос не говорил «Я Бог, поклоняйтесь мне». Если христиане в этом зале, которые могут мне сказать, что Иисус сказал своими собственными словами, ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн, ни Павел, но что Иисус сказал «Я Бог, поклоняйтесь мне»,
тогда мы соберем для вас фонд $5000. Откройте свои Библии. Позовите кого-нибудь. Позвоните кому-нибудь по телефону. Вы никогда не найдете этого. Вы найдете слова кого-нибудь другого, упоминающего это. Вы найдете чью-либо ссылку, утверждающую это. Но Иисус никогда не говорил: «Я Бог, поклоняйтесь мне». Он сказал: «Мой Отец». Он не сказал: «Мой Отец Небесный», потому что Он не был исключительно Сыном Бога. Он сказал, когда учил их молиться: «Я сам раньше был христианином, и я также люблю Иисуса Христа сейчас. Я связан с Его посланием, и я знаю Его очень хорошо». Он сказал, и вы знаете, что Он это сказал: «Наш Отец». Разве Он не сказал так? Он сказал не в том смысле, как тот, кто породил нас. Он сказал: «Наш Господь, который на небесах. Да светится имя Твое, не мое имя, не наше имя. Да пребудет царствие Твое, не мое царство, не наше». Если Его Отец вечен, если Он божественен, если Он часть Бога рядом с Ним, Он бы сказал: «Да пребудет наше царствие». Но Он сказал: «Да пребудет царствие Твое». «Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный даешь нам». Разве Он не говорил так? Разве Он так не говорил? Так что, если Он сказал: «Хлеб наш насущный даешь нам», разве Он не говорил это? И что это означает? Что Иисус и Его мать не могли быть божественными? Потому что если Он сказал: «Дашь нам хлеб наш насущный», вы и я, мы едим и пьем. Иисус и Его мать ели и пили. И вы знаете, и я знаю. Из того, что мы едим и пьем, тело использует только часть этого, а от остального избавляется. Неужели вы можете представить себе, что Бог исправляет нужду, большую или малую? Перейдем к молитве Богу. «Хлеб нас насущный даешь нам, и прости нам долги наши, так же, как и мы прощаем кому? Нашим должникам. И не введи нас в искушение, и избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство Небесное, и сила, и слава, ныне и присно, и во веки веков». Это вам кажется молитвой Бога? Вы не думали об этом? Это молитва Богу. Это свидетельство тому, что мы знаем, что Иисус так сказал. Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел говорили, что так сказал Иисус. Дорогие братья и сестры, и гости, сегодня дома пролистайте Библию. Я гарантирую вам, что вы этого не найдете. Так откуда же это? По 3 или 4 разным случаям это упоминается в вашем Писании, которое я читал в своей жизни до того, как стал мусульманином, что Иисус пошел и упал лицом вниз и поклонялся Богу. Разве Он не говорил этого? Разве может Бог склоняться перед собой? Бог обращается к самому себе? Нет. И Иисус сказал: «Я Иисус, которого послали. Нет никого похожего и равного тому, кто прислал меня». Иисус сказал: «Я сам по себе не могу сделать ничего. Но то, что Бог говорит мне делать, именно это я и делаю». Вы не можете вырвать слова Иисуса из контекста тех слов, которые Он сам произносил, и сделать их такими, как вам угодно. Мы не можем сделать Иисуса таким Бога-человеком, потому что у римлян и греков тогда уже были полубоги, полулюди. Потому что Иисус сказал: «Не берите мое послание». Греки, римляне, самаритяне — это мое послание. И я скажу его кому? Главам племен Израилевых. Разве Он так не говорил? Так что Павел ошибся, когда сказал: «Я пойду к неевреям». Иисус сказал: «Нет, не передавай им мое послание». Братья и сестры, мы можем сразу же увидеть по такому примеру и определению, что сам Иисус Христос поклонялся Богу, что Моисей и Авраам поклонялись Богу,
что Исаак и Исмаиль также поклонялись Богу, что Иоанн Креститель поклонялся Богу, и поклонение означает преданность и признание, а преданность означает саляма. Тот, кто поступает так, называется как? Мусульманин. Так кем же был Иисус? Кем был Авраам? Кем был Моисей? Кем был Давид? Пусть вас не пугают эти арабские слова. Это указывает на того, кто признает Бога. Неважно, скажете вы это по-английски или скажете вы это по-арабски. Это означает мусульманин. Ребенок, у которого нет собственной воли, внутри чрева матери, поклоняется естественному провидению. Что это? Мусульманин. И вы можете мне сказать, что чистый ребенок при рождении уже рождается с грехами, которых он не совершал? Это просто бессмыслица. Ребенок рождается из чрева, и он наследует грехи мира, за которые Иисус уже умер. Это безумие. Это двойное доказательство. Двойное доказательство для Иисуса и двойное доказательство для ребенка. Я спрашиваю вас, каковы песни Давида? Вы хорошо их читали? Вы читали песни Давида? Притчи Соломона? Вы когда-нибудь слышали или читали, что говорил Иоанн Креститель по сравнению с Евангелием Иисуса? Если читали, а также читали Коран, это значит, что вы читали одни и те же слова снова и снова. Почему? Потому что все они были братьями-пророками. Это одна цепь пророков, которые были посланы всемогущим Богом людям, вам и мне. Итак, когда ребенок покидает чрево своей матери, в то время, когда Бог приказал это, что это? Это мусульманин. Когда Солнце идет по своей орбите, что это? В соответствии с законом, который был установлен сверху. И это мусульманин. Когда Луна вращается вокруг Земли, что это? По закону, по приказу, по предопределению. Это мусульманин. Закон притяжения — это исламский закон. Все, что подчиняется всемогущему Богу, следует тому, что приказывает Бог. Что это? Мусульманин. Все пророки пришли, говоря на разных языках со своими народами. И единственный пророк, который пришел ко всему миру, был тем, кто сказал. Что сказал? Что он пришел для всего мира. Иисус никогда не говорил: «Я пришел для всего мира». Он никогда этого не говорил. Он сказал: «Меня прислали к потерянным овцам племени Израиля». Он пришел исправить их порочность и излишество сынов Израилевых. И он пришел, чтобы объявить что? Евангелие. Что означает Евангелие? Что означает Евангелие? Хорошие новости. Чьи хорошие новости? Хорошие новости для кого? Миссия Иисуса Христа. Его пророчество длилось только 2 года и 4 месяца. Вы знали это? Вся его миссия, все его пророчество длилось только 2 года и 4 месяца. Потому что он пришел объявить, что кто-то придет после него. Некто, кто будет слышать Бога и говорить, чье поведение будет обращено ко всем племенам мира. Некто, кто придет с книгой, которая останется с вами навсегда. Хорошо. Какой пророк пришел после Иисуса Христа, чтобы исполнить это пророчество? И также он поддержит Иисуса Христа и упомянет об Иисусе Христе. Коран — это единственная книга, которая появилась после Иисуса Христа, которая была ниспослана после Иисуса Христа, и упоминает о матери Иисуса Христа. Она упоминает о рождении Иисуса Христа, об этом чудесном феномене рождения Иисуса Христа. Мы верим в это полностью. Бог может делать, что хочет. Что если Бог создал небеса и землю своим велением, если Бог говорит «будь», и это происходит, что это? И если Бог создал Адама без отца и матери, Адам, наш общий отец,
не имел ни отца, ни матери, не было родителей. Адам был создан Богом. Адам был всего лишь каплей, смешанной с грязью. Бог сказал ему «будь», и Адам стал. И затем Бог сказал «будь», и стала Ева. И от них двоих стало все человечество. Так кто были мать и отец Адама? Кто были мать и отец Евы? У Иисуса, по крайней мере, была мать. Так что же для Бога сложнее, Адам и Ева или Иисус? Мы верим, что мать Иисуса, Мария, ни разу не была с мужчиной, чтобы создать Иисуса Христа. Иисус Христос был рожден без семенной жидкости. Потому что Бог может приказать любой женщине: «Будь беременна», и она забеременеет. Потому что еще до Марии, вы помните историю Захарии? Захария, ему было 110 лет, а его жене 90. Вы помните эту историю? Захария, пророк, который был отцом Иоанна Крестителя. Ему было 110 лет, а его жене было 90. И он молил Бога о сыне. Он говорил: «О Бог, у меня нет детей. Бог, дай мне сына». И Бог послал архангела Гавриила, и он сказал: «У тебя будет сын». Он хотел знать как. Но я бы тоже хотел знать как. Он спросил у Бога: «Как же у меня будет сын, когда я уже старик? Во мне не осталось ни капли жидкости. А моя жена стара. Она даже яйца не снесет. Как же она сможет выносить ребенка?» Но она понесла. У нее не то, что там уже менопауза. У нее меностоп. Когда Бог что-то приказывает, это происходит. И когда Захария, Божий пророк, вернулся к своей жене и сказал: «Представляешь, у меня было видение, и Бог сказал мне через ангела, что ты забеременеешь». Конечно же, она рассмеялась. Но я бы тоже рассмеялся. Но когда она смеялась, она почувствовала, как что-то пошевелилось у нее в животе. И догадайтесь, кем был родившийся ребенок? Это был Иоанн Креститель, двоюродный брат Иисуса Христа. Потому что Захария был двоюродным братом Ханны. А Ханна была женщиной, которая молилась Богу о сыне, которого бы она отдала священникам, чтобы они сделали из него священника. Она молилась Богу, и Бог сказал ей снова, через ангела Джибрииля, что у нее будет сын. Нет, что у нее будет ребенок. И когда она родила ребенка, он оказался девочкой. И она сказала: «Воистину я родила». Но это женщина, это девочка. А ангел сказал ей: «Да будет так». Эта девочка будет главой всех женщин в мире, отныне и навсегда. И такова Дева Мария. Когда Мария родилась, ее передали заботам Захарии, который был главным священником в храме. И для Марии была сделана собственная комната. И Захария, а только у него были ключи, приходил к ней и проверял ее. И он обнаружил, что каждый раз, когда он приходил, у нее была еда. И он спрашивал ее: «О, Мария, откуда же у тебя эта еда?» Почему он так спрашивал? Что было странного в еде? А я скажу вам, что было странного в этой еде. То, что зимой у нее были плоды лета, а летом плоды зимы. Потому что она была избрана Богом. Молитвы Ханны. Бог ответил на молитвы Ханны. Он дал Ханне девочку, которая родила сына, которого просила Ханна. Вот так работает Бог. Пока она была в этой комнате, ангел Джибрииль снова приходил к ней и сказал ей: «О, Мария, Бог объявляет тебе о ребенке, который у тебя будет. Сын, я имею в виду сына, имя которого будет Иса». Иса.
Jesús по-испански, или Jesus на английском, но на арабском Иса, Аль-Масих, Мессия. Это означает Мессия или Христос. А Мария сказала ангелу, думая, что он мужчина, если ты боишься Аллаха, не подходи ко мне. Как любая из вас, женщин, как любая порядочная женщина, вдруг мужчина появляется в вашей спальне, вы скажете ему, «Пошел вон отсюда!» Может быть, вы и не скажете, если ты боишься Бога, а потянетесь за ружьем или что-нибудь в этом роде. Но Мария сказала, если ты боишься Бога, то не подходи ко мне. Ангел сказал Марии, не бойся. Я послан Богом, чтобы объявить тебе, что у тебя будет сын по имени Иса. Мир ему. Мария сказала, как же у меня может быть сын, когда до меня не дотрагивался ни один мужчина. И я не из тех женщин, которые ходят по улицам. Что она имела в виду? Что она не блудница. Она не тронутая. Она девственница. Она даже не говорила с мужчинами. Как она могла быть беременной? И ангел сказал, да будет так. Когда Бог приказывает что-нибудь, он говорит, что? Да будет так. И как только ангел сказал ей это, Мария оказалась в таком же положении, как и жена Захарии. Беременной, зачавшей. И чтобы сделать эту длинную историю немного покороче, когда Иисус родился, Марии было очень стыдно. Потому что люди уже тогда говорили, что она блудница, то, она это. Смотрите, она беременна. Она наверняка выходила. То это не просто так. Как она забеременела? Она спросила Бога, что же мне говорить? Бог сказал, не говори ничего. Укажи на ребенка. Ребенок сам все скажет за себя, и он очистит тебя от всего, что они говорят. И Иисус сделал это. Это было первое чудо. Да, Иисус был рожден без отца. Это был первый феномен. Второй, Иисус говорил из колыбели. Это так. Он очистил свою мать. И это было первым чудом. Иисус Христос давал глухим слух. Он излечивал слепых и давал им зрение. Он лечил прокаженных. Он оживлял мертвых, заставляя подниматься их из могил. Он дунул на глиняного голубя, тот ожил и улетел. Да, Иисус Христос накормил более 10 тысяч человек 7 рыбами и 7 хлебами. И Иисус сделал это, потому что Бог дал ему власть сделать это. И когда его спрашивали, как ты делаешь такие вещи, что сказал Иисус? Сам по себе я ничего не могу сделать. Но тот, кто прислал меня, приказывает мне, и я делаю это. И когда кто-то назвал его благим учителем, дотронулся до его одежды, он вырвал свою одежду из его рук и сказал, что? Почему ты называешь меня благим, когда нет другого благого, кроме того, кто на небесах? Иисус сказал ясно, даже Понтии Пилату, когда верховный священник хотел осудить его, называя его Сыном Божьим, называя его царем иудеев. Понтий Пилат сказал ему, что ты можешь сказать о преступлении, в котором обвиняют тебя? Что ты скажешь об этом? Что он называл себя Сыном Бога. И это было обвинение, что он совершил богохульство по иудейскому закону. Он сказал, ты сам скажи, сын ли я Бога. И что сделал Понтий Пилат? Понтий Пилат сказал, я умываю руки. Я не вижу вины этого человека. Разве не так сказал Понтий Пилат? Его ответом было то, что Иисус не был виновен в том, что они говорили, потому что тем, что Он сказал, Он опроверг это. Так что Иисус отрицал это. Так как же может кто-нибудь из вас все эти годы утверждать то, что Он отрицал? Я говорю вам все это, потому что мы, мусульмане, мы любим Иисуса Христа. Быть может, даже больше, чем те, кто называет себя христианами. В конце концов, мы знаем больше о Его рождении, о Его жизни, о Его послании, о Его матери, о Его бабушке. Мы знаем больше о Его чудесах, и они были подтверждены в подробностях в Коране, в нашей форме поклонения, и в то, во что мы верим, в точности то, что говорил Иисус. Иисус никогда не говорил «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне».
Мы не поклоняемся Иисусу Христу, и мы не поклоняемся Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Мы говорим, что Иисус Христос, Сын Марии, Он Мессия, Он Слово от Бога и Дух, который Бог поместил в чрево Марии, и что Бог вложил слова в уста Иисуса Христа и дал Ему власть творить чудеса. Так мы говорим. Мы говорим, что Иисус Христос был великим пророком и посланником Божьим, и что Он объявил о приходе Утешителя, этого советника, который объяснит все, который принесет книгу, которая останется в мире навсегда. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. На основе этого я верю, что любовь к Иисусу Христу, следование Его посланию, знание о Нем, если это означает быть христианином, то я больше христианин, чем большинство из людей, называющих себя христианами. Но Иисус не говорил называть людям себя христианами. А Моисей не говорил людям называть себя моисейцами. И Давид не говорил людям называть себя давидцами. И Авраам не говорил людям называть себя авраамцами. И Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не говорил людям называть себя мугамметанцами. Нет, они говорили, называйте себя во имя Бога. Что это значит? Люди, осознавшие Бога, слуги Бога. Такими они были все. Такими являемся мы. Так что мы не поклоняемся Иисусу Христу, потому что Он никогда не говорил «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне». Каждый пророк и посланник всемогущего Бога приносили очень сходное и фундаментальное послание всемогущего Бога. И быть послушным Ему, если мы можем сдать экзамен этого послания, к такому факту, где есть конфликт. Это результат фальшивых помощников, фабрикации, преувеличения, богохульства, язычества, идолопоклонничества, сомнительных писателей, историков, ученых и отдельных людей. Например, позвольте мне ответить для вас, что может быть вам очень интересно. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Кто они были? Матфей. Какая его фамилия? Кто такой Марк? Кто такой Лука? Кто такой Павел? Какие у них были фамилии? Когда они писали? Знали ли они Иисуса Христа? Ходили они с Ним? Или они ели с Ним? Они разговаривали с Ним? Были ли они вообще с Ним знакомы? Ответ нет, нет и еще раз нет. Решительно. Самые ранние из них писали через 40 лет после Иисуса Христа, так что они никогда не были знакомы. А последние из них писали через 80 лет после Иисуса Христа. Они никогда не встречались. Есть еще одна вещь. Все они писали Евангелие от такого-то, от такого-то, от такого-то. Я спрашиваю вас, вы когда письмо пишете, вы подписываетесь? Письмо от такого-то. Если Джон, или Джеки, или Бобби, или Ронни рассказали бы мне что-нибудь, а я записал бы это и подписал бы, это от Джеки, от Бобби или Ронни. Я бы так написал. Но эти четверо не написали бы письмо и не подписались бы «Послание от Джеки», не указав даже свою фамилию. Потому что если бы Джеки дала мне чек и написала бы там только свое имя, я бы его никогда не обналичил. А если бы полицейский остановил ее, а у нее были бы права, в которых написано только Джеки, она, скорее всего, попала бы в тюрьму. Ну где еще в мире есть такой документ, в котором есть только одно имя, 4 разных писателей, которые не видели того, о ком писали? Где это еще принято во всем мире? Нигде, кроме Библии. И отцы церкви, и писатели церкви, христианские историки, все согласны, что, возможно, эти 4 писателей сами были только литературными псевдонимами. Потому что писатель не напишет только свое имя, указывая авторство. Есть большое подозрение, что человек по имени Павел, душа Тарсиса, потому что он написал все книги от А до Я, до самого конца Нового Завета. Сколько это всего книг? Сколько?
16, 15, 17 или 19? Все книги от X и дальше. Колоссянам, Ефесянам, Коринфянам. Все эти книги написаны кем? Павлом, душой Тарсиса. Еще один человек, который никогда не ходил, никогда не говорил, никогда не встречал, никогда не ел и никогда не молился, и даже не знал Иисуса Христа. Вот так штука, а? Итак, здесь мы находим 4 писателей. И еще одного, между ними, который написал все книги Нового Завета, несмотря на то, что он не ходил, не говорил, не молился, и даже никогда не встречал человека по имени Иисус Христос. Однако в их словах появляется первое упоминание о Троице. Откуда это пришло? От Иисуса или от них? Первое упоминание о том, что Иисус был проявлением Бога на земле, исходит от кого? От них. Первое упоминание, что Иисус — Сын Бога, исходит от кого? От них. Иисус никогда не говорил своими устами что-либо из этих слов. Но все-таки нашлись люди, которые никогда его не встречали, которые утверждали, что написанное ими правда, и которые, как выясняется, даже не знали своих фамилий. А Павел, между прочим, до того, как у него были по дороге в Дамаск эти видения, которые видел только он и слышал только он, угадайте, какая у него была профессия? Вы знаете? Он был охотником за наградами. Охотником на христиан. Он охотился на них, как на животных. Связывал их и доставлял их куда? В Рим, чтобы там их казнили. Вот если бы Гитлер после убийства 1000 евреев сказал бы, что по дороге в Берлин у него было видение, то он был назван апостолом для евреев, и написал бы после этого 20 книг, которым они должны следовать. Вы думаете, что они стали бы следовать этим книгам? Да я просто не понимаю, как люди не читают историю. И это говорит не Халид Ясин, так что не злитесь на меня. Это ваше собственное писание, ваши собственные ученые, лидеры, ваши собственные святые отцы. Все они согласны, что Павел никогда не встречал Иисуса, что Матвей, Марк, Лука и Иоанн никогда не видели Иисуса, и, между прочим, они даже не были его учениками. А также они не ходили, не говорили и никогда не встречались с его учениками. Они были просто писателями, историками. Мои братья и сестры, и мои уважаемые гости, я задержал вас здесь сегодня вечером. И я благодарен вам за вашу терпимость. Я обещаю вам, что задержу еще вас здесь недолго, только минут на 15. Вы не против? Я рассказал вам эти вещи об Иисусе Христе, потому что мы хотим очистить имя Иисуса Христа. Мы хотим дать понять, что мы любим и уважаем Иисуса Христа. Мы любим и уважаем Его послание. Мы также хотим, чтобы было ясно, что жизнь Иисуса Христа привела нас в определенном направлении, нацелила нас в мире в определенном направлении. Мы убеждены, что жизнь Иисуса Христа направила нас в сторону Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Послание Иисуса Христа направило нас к Корану. Жизнь Иисуса Христа направила нас к исламу. И поэтому мы хотим сказать вам и сказать миру, что мы все любим Иисуса Христа. По крайней мере, мы заслуживаем того, чтобы вы это признали. Взгляните на жизнь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотрите в энциклопедиях, откройте компьютер и наберите «Мухаммад, сын Абдуллы». Да благословит его Аллах и приветствует. Если вы осмелитесь, просто наберите. Посмотрите, что не мусульмане говорили о Мухаммаде, сыне Абдуллы, да благословит его Аллах и приветствует. Я скажу вам, что 5 выдающихся, сильнейших биографов этого века, не прошлого, а этого века, 21-го столетия, 5 первейших биографов этого века, авторитетов, сказали, что когда они изучили и выдвинули предложение,
Назвать 100 величайших людей, оказавших влияние на человечество за всю историю. Это значило отобрать 100 человек, которые наиболее глубоко повлияли на человечество. И как вы думаете, к чему они пришли? Кого же они отобрали? Эти 5 биографов не были мусульманами, но 3 из них решительно сказали, что самым великим должен быть Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Майкл Джей Харт, один из них, он написал книгу «100 великих людей». И величайшим из всех выбрал кого? Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Признавшись, он сказал: «Я очень старался, потому что, будучи христианином, я очень хотел, чтобы величайшим был Иисус. Но когда я рассмотрел все критерии и категории, Иисус не был отцом, Иисус не был мужем, Иисус не был правителем, Иисус Христос не был государственным деятелем. Его послание не было выучено наизусть при его жизни. Поэтому его религия никогда бы не стала управляющей системой государства». Так что, рассмотрев критерии, он сказал: «Я мог выбрать только Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Так он и сделал. Я говорю вам, откройте британскую энциклопедию, откройте компьютер, прочитайте книгу Майкла Джея Харта, прочитайте работы и высказывания многих людей из числа не-мусульман перед тем, как вы услышите это от мусульманина. Сделайте это в первую очередь для себя. Взгляните на жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Всемогущий Бог сказал о нем: «О Мухаммад, ты послан ко всему миру, как милость. Ни один другой пророк не был послан ко всему миру, а только к своему народу». Я говорю вам, братья и сестры, и я думаю, вы в долгу перед собой. Наберите слово «Коран», Коран, и посмотрите, сможете ли вы сравнить, можете ли вы найти Писание. Посмотрите, сможете ли вы найти написанное, сможете ли вы найти документ, который сравним с Кораном. Вы не найдете. И даже Библия, Евангелие, которое проговорил Иисус, не было у него в руках. Он не ходил с книгой. И никто не запомнил то, что он принес, когда он ушел. Были только кусочки у разных людей. Но Коран был открыт еще при жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, за 23 года. И еще при его жизни он передал его полностью своим сподвижникам. И они передали его своим детям и другим поколениям, чтобы здесь, в этом зале, и в любом другом собрании мусульман был хотя бы 1 или 2 или 3 или 4, или, может быть, 10 людей, которые выучили 6626 стихов Корана полностью. Он был сохранен с тех времен. Я спрашиваю у вас, если бы все Библии мира, все Библии в мире были бы выброшены в океан, кто снова восстановит Библию? Никто бы не смог этого сделать, потому что они даже не могут договориться о том, что есть Библия сейчас. Но если бы все Кораны были бы выброшены в океан прямо сейчас, все, мы можем снова восстановить Коран. Мы можем взять китайца, который выучил Коран, взять русского, который выучил Коран, американца, немца, которые выучили Коран наизусть. И они даже не знали бы друг друга. Они соберутся все здесь. И через 2 дня они все смогут прочитать одновременно. И Коран снова вернется. Вы должны это сами себе. Прочитать это могущественное Писание. Не игнорируйте его. Вы не можете себе позволить проигнорировать его глубокий и огромный смысл, чтобы понять, что он исходит от Бога и насколько он всеобъемлющ. Такой ли он, как я говорю, или не такой? По крайней мере, вы должны узнать это. Почему? Потому что вы не должны быть слепы к чему-то, что может оказать такое влияние на вашу жизнь и жизнь других. И в конце концов, это ведь не законы Мухаммада, да благословит его Аллах, приветствует. А чьи это законы? Всемогущего Бога. Дорогие братья и сестры, наконец-то я полагаю, что сказал вам
то эта книга была повсеместно сохранена, без какого-либо рода изменений, уже почти 15 столетий. И если все, что я говорю, справедливо, вы должны согласиться, что эта книга очень глубокая и уникальная. И вы были бы честными, что это должна быть очень глубокая книга. Многие немусульмане пришли к этому выводу, хотя они ей не последовали и не подчеркнули из нее. Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, многие из них. И даже Билл Клинтон. Он сказал, что Коран — это великая книга. Да, но очевидно, что морали она его не научила. Мои братья и сестры, вы знаете, что после того, как вы уйдете отсюда, вы отправитесь куда-нибудь. Я имею в виду, что вы пойдете сегодня куда-нибудь после этого. И когда вы уйдете, предопределенная жизнь, которая была разложена и предопределена для вас, вы также пойдете куда-нибудь после этого. После этого. После. Потому что в конце концов речь идет о том, что после этого, после. Мы говорим сейчас, но это уже когда? Это уже потом. Нет настоящего. Нет такого понятия, как момент. Все, он прошел. И вы должны как следует подумать об этой драме и этой теме очень внимательно. Потому что когда приходит смерть, она не посылает вам открытку. Когда вы получаете ордер от Бога, он называется смерть. Она приходит быстро и стремительно. И вы будете отвечать за дары, которые вы получили. И об этом мы все говорим. Дар, что был дан вам. Жизнь, которая была вам дана. Это ответственность. Если бы вы пришли сюда и не знали бы то, что знаете сейчас. Вы понимаете? Теперь вы знаете. Если бы вы не знали, но сейчас вы знаете. Значит, сейчас вы все ответственны. И не можете лгать. Нашим делом было просто донести до вас наши убеждения. И быть мусульманином, это не означает, что вы должны приходить туда, где должны собираться мусульмане. И нырять там в бассейн. Вам не нужно покупать какую-нибудь материю и обвязывать ей свою голову, как банданой. А если вы женщина, вы не должны покупать какую-нибудь черную одежду. Хотя есть свое значение в том, как одеваются мусульманские женщины. И есть значение, когда мусульманин решает обмотать свою голову. Да, мы моемся перед молитвой. Но дело не в ритуалах. Не в этом вопрос. Все начинается с декларации. Если мы приезжаем в эту страну из другой страны, чтобы стать гражданином, что вы должны сделать? Вы должны заполнить декларацию. Да, если вы сходите с самолета, прилетевшего из одной страны в другую, что вы должны сделать? Вы должны заполнить декларацию. А перед тем, как вы получаете свою ученую степень, что вы должны сделать? Написать диссертацию. Все в этом мире, что позволяет человеку закончить институт, пойти дальше, быть принятым, требует чего? Декларации. Поэтому я прошу вас, как человек, я не пытаюсь кого-либо обратить. И не прошу вас сделать что-нибудь, что вы не хотели бы делать. Но я предлагаю вам, как человек,
чтобы вы сказали внутри себя, что никому нельзя поклоняться и не быть благодарным никому, кроме Создателя небес и земли. Прошу вас сказать это. Вначале внутри себя. Так же, как вы произносите свое собственное имя. Внутри себя. И разница между этой декларацией и произнесением своего имени в том, что вы привыкли произносить его всю свою жизнь. Так что если я спрошу, извините, как вас зовут? А? Пэм. Видите? Если бы она не сказала мне свое имя, а я бы его уже знал, я сказал бы «Пэм», она бы посмотрела на меня, встала. Потому что это психологическая реакция. Когда вы слышите свое имя, что вы делаете? Вы отвечаете, реагируете. Внутри вас есть инстинкт, естественной реакции на слово «Бог». Если, конечно, только эта естественная реакция не была бы испорченной или обезображенной. Настолько, что когда Бог взывает к вам, вы не действуете, не отвечаете, и это трагедия. Я предлагаю вам, людям из числа не мусульман, заявить, что никому нельзя поклоняться, кроме всемогущего Бога. Вы можете определить для себя немного позже, если вы захотите стать мусульманином. Формально. Если вы хотите признать Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, формально. Вы можете определить для себя, но минимально. Поднимите руки, если вы считаете, что нельзя никому поклоняться, кроме всемогущего Бога. Мусульмане, отпустите руки. Те, кто не мусульманин, я спросил вас о предложении. Засвидетельствуете, что никому нельзя поклоняться, кроме Создателя. Признать, что есть только один Создатель. Он мой Бог и ваш Бог. Я прошу вас поднять руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Братья и сестры, и те люди, которым хватило храбрости выслушать все это и также принять основное предложение, что поклоняться можно только Создателю. Вы должны понять, что у всякого здания есть опора, фундамент, у каждого здания, и что у ислама также есть своя опора, фундамент. Вы можете получить любую информацию, которая вам нужна, бесплатно. Вы можете получить копию этой лекции бесплатно. Те, у кого есть храбрость внутри, чтобы заявить, что поклоняться можно только всемогущему Богу. Вы можете получить копию этой лекции бесплатно, чтобы глубже изучить ее. Во-вторых, вы можете получить любую информацию, литературу, бесплатно, из множества книжных магазинов и исламских организаций, здесь, в Сиднее. Вы можете взять любую мою визитную карточку, связаться со мной по электронной почте, и мы пришлем вам бесплатно иллюстрированный путеводитель по исламу. Мы пришлем вам его бесплатно. Вы можете посетить любой из исламских центров Сиднея, и я обещаю вам, что вас не возьмут в заложники. Я советую вам поговорить с мусульманином, чтобы он объяснил вам поподробнее предписание ислама. Сделайте следующий шаг. Вымойте руки, как это делал Иисус. Вымойте ноги, как это делал Иисус. Встаньте перед алтарем Бога. Не перед деревянным алтарем. Алтарь Бога, он там, где вы есть. Уберите все образы, все предубеждения после омовения, как это было предписано. И научитесь поклоняться так, как поклонялся Иисус Христос. И поклонялись все пророки. Потому что здесь мы снова возвращаемся к источнику нашего заявления. Для чего мы были созданы? В чем цель жизни? Что делать? Признать всемогущего Бога, поклоняться всемогущему Богу и подчиниться всемогущему Богу. Я хочу поблагодарить вас. Я хочу поблагодарить всемогущего Бога. Я прошу Его направить вас и помочь нам, и поблагодарить Его за то, что мне выпала честь сделать эту презентацию для вас сегодня.
Я хочу поблагодарить организаторов этого собрания. Я также хочу поблагодарить всех тех, кому не удалось присутствовать здесь сегодня. Я действительно чувствую некое разочарование. Что 300 или 400 человек пришли и не смогли пройти, так как зал был слишком маленький. Но мы не могли этого знать. Честно, я буду очень откровенен с вами. Я не знаю, 5, 10 или 15 человек. Я не знаю, сколько людей занималось организацией. Я выступаю с лекциями по всему миру. Я побывал в 37 странах за последние 5, 6 или 7 лет. А иногда я выступаю для 15 или 20 человек. А иногда для тысяч. У меня нет каких-либо полномочий на то, что я делаю. Это просто приказ Всевышнего — поделиться тем, что я знаю, так как я новый мусульманин. Я не скажу, что я молодой мусульманин. Я новый мусульманин. То есть ислам был для меня чем-то новым, когда я принял его. Моя мать и отец, и их родители не были мусульманами. Я родился в христианской семье. И во многом я до сих пор чувствую обязательства. Может быть, я подошел. И может быть, можно сказать, что я конкурирую с христианами. И моя любовь и привязанность к Иисусу Христу и к Его посланию. Но Бог направляет, кого хочет. И я благодарен Богу, что Он направил меня к исламу. Вся хвала Создателю, который направляет того, кого Он хочет. И Он направил меня к исламу. Если бы не Его направление, то я никогда бы не был здесь. Я хочу поблагодарить вас, мусульман. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, за всех немусульман, которых вы привели сюда. Определенно, что за каждого приведенного вами немусульманина для вас будет награда. А для немусульман, которые пришли сюда, честно, это даже более важно, чем все мусульмане вместе взятые, которые пришли сюда. Потому что у мусульман уже есть сокровища. Им можно было бы и не приходить. Вы же пришли благодаря вашей любознательности. Вы пришли из уважения. Вы пришли, потому что хотели услышать. Вы хотели узнать. И, по крайней мере, минимально, я прошу не мусульман, когда вы уйдете отсюда, если вы не примете ислам, если вы не готовы принять ислам, даже если вы никогда не решитесь на это, как минимум вы можете сделать одно. Если кто-либо скажет вам, что мусульмане поклоняются Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, что вы им скажете? Что это не так. Мусульмане не поклоняются Мухаммаду. Мухаммад был всего лишь человеком и просто пророком. Если вам скажут, что ислам — это религия фанатиков, что мусульмане ненавидят христиан, что вы им скажете? Что это неправда. И вы скажете им, что если какие-то мусульмане совершают преступление, если это на самом деле будет так, то не нужно осуждать глобальную веру из-за действий нескольких людей. Так же, как мы не осудим Иисуса Христа за действия многих, еще так называемых христианских наций и организаций, за увековечение рабства, войны, да еще много вещей. Но наш вопрос не в том, совершены ли преступления христианами или мусульманами. Речь идет о том, что послание Иисуса Христа было чистым, и послание пророка Мухаммада было чистым. И все, у кого чистое сердце, должны будут понять это. И наше предложение вам — это просто подумать, что ислам — это система жизни, которая обладает возможностью обратиться к вопросам всего мира и предложить мир как в вашей жизни, в вашей семье, в вашем обществе и во всем мире. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Серия вопросов и ответов. Я буду отвечать только на те вопросы, которые относятся к нашей сегодняшней теме. Так что если вы будете спрашивать меня об Усаме бен Ладене, или 11 сентября, или о войне в Ираке, то я не буду отвечать, потому что это не наша тема. Итак, первый вопрос. Я не мусульманин, я атеист. Но я начинаю понимать, что Бог есть.
но слишком боюсь принять это или признать. Как мне стать сильнее? Я думаю, что здесь только один путь стать сильнее, в вашем убеждении. Это читать. Потому что когда вы читаете, вам не страшно, потому что вы можете читать про себя. И ваше сердце никогда не солжет вам. Сердце — это инструмент, который Бог дал человеку. Люди продолжают советоваться со своим сердцем, и они искренни. Это означает, что они не лгут себе. Пойдите сами. Сядьте один. Подумайте, медитируйте, молитесь, если можете. Если вы не хотите называть это молитвой, размышляйте, подумайте о небесах и земле, подумайте о своей жизни, подумайте о неминуемой смерти, подумайте об источнике создания. Подумайте о том, о чем мы говорили сегодня. И если захотите, то прочитайте Коран. Если вы откроете Коран, он не взорвется вам в лицо. Он не вызывает промывки мозгов. Вы не откроете Коран и не обнаружите, что из него исходит какой-то запах, который вас отравит и заставит вас стать мусульманином. Нет. Прочитайте Коран. Как я и другие люди, которые сделали это. В Америке каждый год более 45 тысяч человек принимают ислам. Каждый год. Которые раньше были христианами или атеистами. А в прошлом году, 11 сентября, вы можете себе представить? Более 78 тысяч человек приняли ислам. Я один из 2,3 миллионов мусульман в Америке. Новый мусульманин, которые раньше были христианами или атеистами, или еще кем-то. Я говорю, что в первую очередь пусть наставит вас Господь, пусть вас укрепит Аллах, пусть Он даст вам смелость продолжать, потому что, по крайней мере, вы начали свое путешествие, признав, первое, что вы пришли сюда, думая, что вы атеист, но вы уже не можете называть себя так, потому что атеист — это человек, который убежден, что Бога нет, нет религии. Вы же не убеждены в этом. Вы уже в пути, и мы просим Господа направить вас. Я не знаю, кто привел вас сюда, кто пригласил вас сюда, но теперь они обязаны предоставить вам примеры, информацию, чтобы помочь увидеть, как вера растет в вашей жизни. Брат, раздай, пожалуйста, не мусульманам мои карточки. Это мои карточки, мои визитки. Вы найдете на них электронную почту. Вы можете написать мне или прислать электронную почту. И я прослежу за тем, чтобы вы получили всю необходимую информацию, которая нужна вам. И я отвечу вам на все ваши вопросы по мере моих способностей. Когда Иисус объявил приход Мухаммада? Где Иисус объявил о приходе Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Ну, во-первых, я не цитирую Библию. Я говорю вам, что в вашем Писании есть такие-то свидетельства. Но я не использую Библию как доказательство, потому что я не специалист по Библии. Однако я говорю, что в вашем Писании есть такие-то доказательства. Если вы прочитаете внимательно свою Библию, то узнаете, что когда Иисус Христос был в верхней комнате в Гефсиманском саду, вы помните эту историю, не так ли? Он был там со своими учениками, и они спросили его: «О, учитель, что будет с нами, когда ты покинешь нас?» И он сказал им: «Не бойтесь, потому что я пришлю вам утешителя. И вы узнаете его, потому что когда он придет, он будет говорить обо мне. И он не будет говорить от себя, но только то, что он услышит от Бога, это он будет говорить. И ваши сердца, и ваш разум еще не готовы, но пусть будет так, потому что когда утешитель придет, он все объяснит просто для вас.
И то, что он получит от Бога, это останется с вами навсегда. Всего было 4 пророчества, которые Иисус назвал своим ученикам. И какое было первым? Он будет говорить обо мне. И в Коране есть глава под названием Марьям, что означает Мария. Бог открыл Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, Коран, одна из глав которого названа именем матери Иисуса Христа. Это слова об Иисусе Христе и его подтверждение. Не так ли? Да. В этой главе он говорит о рождении Марии. Он говорит о рождении Иисуса Христа и обо всех его чудесах, о его жизни, его поклонении и его жертве. Бог нам ясно сказал, что Иисус не был распят. Он не был убит. Но неужели вы думаете, что в книге, которую Бог явил Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, если он упомянул о матери Иисуса Христа, разве вы не думаете, что Бог должен был бы назвать одну из глав именем матери Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Но он не сделал этого, потому что в этом не было необходимости. А была необходимость назвать одну из глав именем матери Иисуса, или самого Иисуса. Потому что Иисус сказал, что Он скажет обо мне, и Он подтвердит меня. Коран сделал это. Во-вторых, Он сказал, Он не будет говорить от себя ни слова, от себя самого. Но то, что Он услышит от Бога, это Он будет говорить. Брат, прочитай, пожалуйста, эти аяты. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Когда он поднялся и стал непоколебимым, когда он говорил, он был на высочайшей точке горизонта. Эти аяты Корана говорит в отношении Мухаммада, что Мухаммад не говорит о своем собственном чувстве, но то, что он слышит от всемогущего Бога, из вдохновения. Это он говорит. И так сказал Иисус. В-третьих, он сказал, ваши сердца и разум не готовы сейчас, но так будет, пока не придет утешитель. Этот советник придет, и он сделает все простым для вас. В Коране сказано, что это книга, которая делает все вещи простыми и ясными. Так сказал Иисус? Да. И четвертое, он сказал, все, что он получит от Бога, останется с вами навсегда. Коран сохранился полностью с момента открытия в течение 1424 лет, с тех пор, как он был ниспослан. И это сказал Иисус Христос. Коран говорит, что Аллах прощает. Каков период прощения? Нет предела. Всемогущий Бог сказал нам в хадисе Кудси, что его прощение величайшее из всех его качеств. И также Бог любящий. Аль-Ваду, любящий. Аль-Вадуд, любящий. Да, Бог любящий, но Он также и быстр в своих расчетах. Так что всемогущий Бог не просто только любящий и не только прощающий, но Он также и быстр в своих расчетах. Он также наказывает. Он также способен заставить человечество расплачиваться. Так что не просто любящий Бог, милостивый Бог и искупляющий Бог, и прощающий Бог. Он также Бог, который требует с нас ответа и будет судить нас. Мы перед Ним в ответе за дар, который Он нам дал, и это также Его качество. Так, следующий вопрос. Абсолютно ясно, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, как личность оказал огромное влияние на мир. Вы считаете, что ислам — это религия революции в мире? История уже ясна. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был пастырем, который сам не был грамотен. Он не учился в школе, он не умел читать. Его никогда не учили читать. У него не было образования. Однако Коран открылся ему за 23 года. И когда пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, умер. Весь Аравийский полуостров уже стал исламским. Но это ничто. В то время было 3 великие империи. Римская, Персидская, Абиссинская. И через 23 года после того, как Коран был ниспослан, Рим, Персия, Абиссиния стали частью мусульманской империи. И это тоже ничто. В течение 1000 лет Исламская империя, исламская цивилизация правила всем миром 1000 лет. Откуда это пришло? Из откровений, которые получил араб пустыни, который сам был неграмотным, необразованным. В пустыне, у которого этого даже в мыслях не было, идей, соображений. Одно это уже феномен, который мы можем объяснить только глубиной слов Бога. Ислам до сих пор содержит решительность и силу для реформирования мира. Не мечом, но повелением всемогущего Бога. Потому что ислам, как я сказал ранее, это есть закон, и поэтому он стал и может быть правительством мира. Это не просто книга для чтения, как сборник стихов. Это не просто какая-то особенная книга, написанная для удовольствия. Это закон. Это книга откровения. Это книга вдохновения. Это книга законов. Тут спрашивает чья-то жена, могут ли не мусульманки встретиться с вами после? О да, мою жену это тоже очень интересует. Ну, конечно же, я думаю, что наверху есть, наверное, помещение. И если не будет возражения со стороны владельцев этого здания, то да. Когда мы разойдемся отсюда, я готов встретиться в указанном месте. На минут 20-15 с некоторыми немусульманами. А сейчас, мусульмане, пожалуйста, если вы привели или пригласили немусульман, пожалуйста, не надо приходить в количестве 30 или 50 людей, чтобы тоже сидеть там вместе с ними. Я попросил братьев организовать здесь, просто как помощь, проводить любого немусульманина, у которого есть вопросы, сомнения или комментарии, которые хотели бы поговорить со мной в помещении, где мы можем посидеть и поговорить в тишине. Потому что было бы несправедливо, что если они попросили, то я должен найти для них время. Я выделю минут 20 или 30 для немусульман, которые хотят встретиться со мной. У меня есть недостатки в прошлом. Я мать-одиночка. Могу ли я стать хорошей мусульманкой? И с чего мне начать? Вы начните со слов «Ля иляха илля-Аллах». Вот так надо начать. Вы начинаете, сделав первый шаг. Потому что мусульмане требуют, чтобы вы поступили так. Потому что я гарантирую вам, все не мусульмане здесь станут сегодня мусульманами формально. И Халид Ясин не будет выдавать каждому по $1000. Я лично тоже за этого ничего не получу. Кроме блага, которое Бог дает тому, кто кого-то направляет. За открытие сокровища ислама перед кем-то. Это желание поделиться информацией с кем-то. Желание этой награды. Дар ваш. Если вы это чувствуете, делайте. Делайте то, что вы должны делать, пока вы чувствуете. Потому что мир, он как американские горки. Завтра это чувство уже может не вернуться к вам. Воспользуйтесь вдохновением, когда оно приходит к вам. Потому что жизнь в таком мире, где мало вдохновения, и оно очень редко. Вы это знаете, не так ли? Я надеюсь, что тот, кто написал это, я надеюсь, вы останетесь и будете одним из тех, кто встретится со мной, когда мы уйдем из этого зала. Так, если бы Иисус не был послан к самаритянам и неевреям, имея в виду, что миссия Иисуса была возвещение о приходе Утешителя, почему Бог не хотел, чтобы все племена знали об Утешителе? А если вы знаете природу Писания
Вы знаете, что Бог посылал пророка из части жителей Израиля. Все пророки были из определенной группы людей, начиная с Моисея и Авраама. С тех самых времен они были из определенной группы людей, но каждый пророк приходил только к своему племени, только к конкретному народу. Это был культ Бога. Его решением Бог направил к племенам всего мира группу людей, которым было предначертано стать пророками. И, наконец, Бог послал человека, пророка, посланника, также из племени, но не только к этому племени, а ко всему миру. Конкретной целью Иисуса Христа было проверить и исправить излишества и отклонения рода Израилева. И это хорошие новости об утешителе. Почему Бог решил, что Иисус Христос будет говорить об этом утешителе? Это его личное решение. Это факт. Такой, как слова Иисуса, которые отражают это. И таковы слова Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и откровения, которые пришли к Мухаммаду и подтверждают это. Что бы я попросил вас сделать, так это тщательно изучить жизнь Иисуса Христа. Реально задокументированную жизнь Иисуса Христа и жизнь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вы посмотрите, как они переплетаются. Прочитайте послание Иисуса Христа. Настоящее Евангелие Иисуса Христа. В силу своих возможностей. Между прочим, вы не найдете этого в популярном Новом Завете. Потому что эти 5 книг названы апокриф. Апокриф означает выжатый, отмеченный. Потому что на соборе в Никее, через 354 года после Иисуса Христа, римляне на соборе в Никее решили, что есть 5 книг, которые они не хотели бы включать в Новый Завет. И одной из них было Евангелие от Варнавы, который был слепым спутником Иисуса Христа. Оно не было включено в Новый Завет. Но если вы обратитесь к нему, опять включите же свой компьютер, наберите в поисковике Варнава, а потом добавьте к этому его биография и история. О нем говорят, что он был слепым спутником Иисуса Христа. Его книга называется «Евангелие от Варнавы». Там, в Евангелии от Варнавы, имя Иисуса Христа упоминается четко и ясно. Я мать, и я не являюсь мусульманкой. Мой сын мусульманин. Сегодня я очень многое поняла. Спасибо вам. И вам также спасибо, что вы пришли сегодня. Я хочу, чтобы вы были одной из тех, с кем я встречусь сегодня. Как недавно обратившегося из римского католика, я хотел бы узнать, являемся ли мы детьми Господа? Да, мы дети Бога. Но не в этом смысле. Детей у Бога на самом деле быть не может. Он не становится отцом. Бог не становится беременным и сам не делает кого-либо беременной. По его велению женщины становятся беременными. По его велению Мария забеременела. Но Бог не рождает. Потому что рождение и быть рожденным – это человеческая функция. Если мы скажем, что Бог Отец, в том смысле, что Он владелец, что Бог опора, что Бог повелитель, что Бог Создатель, и что мы Его подчиненные, и если мы хорошие слуги Бога, то Бог любит нас. Споря с человеком, который любит своих детей. В смысле метафоры. Да, мы все дети Бога, но не в физическом смысле, не в буквальном. Такой смысл, только этот смысл мог иметь в виду Иисус Христос. Между прочим, в книге Исаия Бог сказал: «Исаия мой сын, даже Авраам мой сын, Давид мой сын». Что это означает? То детей у Бога-то было 1000. Но в метафорическом смысле. Разве Иисус не сказал: «Я путь истины и свет»? Никто не пойдет к Отцу, только как через меня. Конечно же, это правильно.
Никто из этого зала не вошел сюда, как только через вон ту дверь. Но это не часть здания. Если бы я сказал, что все выйдут через эту дверь, или что вы никак не выйдете, кроме как через эту дверь, то это не сделало бы вас частью здания. Во времена Иисуса Христа Он был такой же истиной. Он был светом. Он был путем к Богу. И тот, кто следовал за Ним, тот, кто слушался Его, кто подражал Ему, кто любил Его, найдет Бога. Но это утверждение не делает Его Богом. Так же, как кассир, который выдает вам деньги в кассе, не является хозяином банка. Вопрос. А может быть, Иисус имел в виду, что советником был Святой Дух? Святым Духом был Гавриил. И этот самый Святой Дух, Священный Дух, был тот, который посещал всех пророков. И он также навестил Марию, навестил Ханну, навестил Моисея и Авраама, принес им всем Писание. Это Святой Дух. Он также приходил и к Иисусу. Но это был не Иисус. Иисус Христос говорил от лица Бога. Но это был не Бог. Так что люди путаются. И у римлян, у неевреев уже был триединый Бог. И когда они прочитали и приняли то, что написал Павел, то есть эту идею о триедином Боге, языческое идолопоклонничество, которому они уже следовали, они взяли имя Иисуса Христа и поставили его рядом с ними. Они назвали ангела Гавриила Духом, Иисуса Сыном, а всемогущего Бога Отцом. Вот вам и Троица. Но я спрашиваю тех, кто здесь. Кто-нибудь из вас понимает? Кто-нибудь из вас понимает, что такое Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух? Личность, личность, личность. Так что Бог — это личность, Иисус — это личность, Святой Дух — это личность. Три разные личности. Раз, два, три. Как могут быть три человека одним? У вас как с математикой? Скажите же мне, как они сидят? Как они судят? Бог сидит справа или сидит сверху? Первым говорит Бог или Иисус? Кто говорит первым? Бог говорит, а Иисус возражает. Кто говорит первым? Кто останавливается, кто сидит, кто стоит? Кто из них первый? Это все настолько запутано. В католической энциклопедии сказано относительно Троицы, что это абсолютная тайна. Таинство, которое не было разгадано до сих пор. И она остается тайной. Те из вас, кто является католиками, у вас есть ваш Святой Отец, кардиналы, монсеньоры, римский папа, в конце концов. Кто-нибудь когда-нибудь объяснил вам тайну Троицы? Никто. Абсолютно никто. Потому что это остается тайной. А синоним тайны — это путаница. Это просто, не так ли? Никто не говорил о Троице раньше, чем через 350 лет после Иисуса Христа. Только тогда впервые всплыла Троица. Отец, Сын, Святой Дух. Все эти значения появились через 350 лет после Иисуса Христа. Но не нужно обвинять в этом Его. Вините в этом заговорщиков, которые сделали это через 350 лет после Него. И это не ваша вина, то, что вы родились в католической семье. И это вина не вашей семьи. Мы люди, и мы следуем привычкам, и иногда мы не знаем, как от них отказаться. Но я предоставляю вам неизгладимую информацию, которая потрясет вас вместе с вашими ботинками. Если вы ее хотите, и поймите, у меня нет святой воды, я не окропляю вас святой водой. У меня нет неуважения к католической церкви, нет неуважения к христианам вообще, каждому дано следовать тому, что он хочет. Но если вы захотите перевернуть несколько камней и посмотреть, что под ними, я сделаю это для вас. В конце концов, у меня нет проблем, потому что я был там. Я расскажу вам небольшую личную историю. Я не сирота. Но у моей матери было 9 детей. И, к сожалению, она родилась бедной, в Гарлеме. Когда мне было 2,5 года, я оказался в приюте. Из 2,5 лет до 16 лет я побывал в 6 разных приютах.
И в каждом из них было разное вероисповедание. Протестантское, баптистское, епископальное, методистское, католическое. Так что все было перемешано. Но по милости Господа одно было ясно. Бог был в моей жизни. Понимаете? Бог был в моей жизни. Разные вероисповедания, но Бог был в моей жизни. И так, по милости Господа, когда мне стукнуло 16 лет, я уже перепробовал весь букет. Когда я сам начал исследовать этот вопрос, я пошел обратно по своим следам. Я провел небольшое расследование. И поэтому я уверенно говорю вам, что не обязательно это вина христианства. Это ваша вина. Когда вы уйдете отсюда, если вы хотите продолжать слепо склонять головы, хотите игнорировать все знамения, все указатели, все предложения, которые я сегодня вам дал, если вы хотите их игнорировать, пожалуйста. Или если вы христианин, и вы искренни, я дам вам другие указатели. Если хотите, мы встретимся с вами наверху, в этой комнате. Вопрос. Нет критики исламу, так как ислам не правительство. Но почему меньше всего свободы религии в так называемых мусульманских странах, чем в других странах? Этот человек говорит, что это не критика самого ислама, так как ислам не правительство. Да, вы правы. Но почему меньше всего свободы в религии в так называемых мусульманских странах? Я рад, что вы сказали «в так называемых мусульманских странах», потому что все поднимается и все падает в людях. Да, это правда, что во многих странах, где живут мусульмане, меньше всего прав человека, меньше свободы слова, открытых правительств. Но на это есть причина. Если вы изучали историю, то вы, наверное, знаете, что после того, как мусульманские земли были завоеваны, захватчики сажали там свои собственные марионеточные правительства. Затем они создавали невыносимые социальные условия, чтобы выжить мусульман с этих стран. Из их собственных стран. Потом они создали институты в своих странах, чтобы пригласить этих мусульман, чтобы мусульмане переехали в западные страны, для того, чтобы получить пользу от институтов и убежать от тиранов, которые были созданы теми, кто захватил их страны. Вам действительно нужно знать историю, чтобы понять меня сейчас. Так что кажется, что есть то, что вы называете, или то, что называется демократией, а правильнее будет сказать лицемерием. Называйте это как хотите. Потому что выглядит все так. Есть свобода того, есть свобода этого. Но я хочу, чтобы вы рассмотрели кое-что другое. Какие страны имеют самый большой уровень проституции в мире? Исламские или западные? Какие страны имеют самый большой уровень наркомании, алкоголизма и смерти из-за них? Мусульманские страны или западные? В каких странах самый большой уровень самоубийств? В мусульманских странах или странах Запада? Какие страны имеют самый большой уровень развращения детей и педофилии? Мусульманские страны или западные? Какие страны разрешают показывать порнографию по телевизору? На рекламных счетах? В метро? В журналах? Публично и открыто? Мусульманские или западные? Я спрашиваю вас, какие из этих стран вы считаете более цивилизованными? Вы должны ответить на этот вопрос. Я на него уже ответил.
Я был в 37 странах. Конечно, я благодарю Бога за привилегию быть американцем, мусульманином-американцем. Потому что лично мое мнение, что мусульманин-американец, а не американский мусульманин. Потому что, будучи мусульманином, я могу избежать большинства мин на полях Америки. Будучи мусульманином, я могу избежать разложения и разочарования, принижения и аморальности, и лицемерия людей, чья жизнь пуста. Благодаря милости всемогущего Бога я могу избежать всего этого. Я хочу сказать человеку, который задал этот вопрос. Это очень хороший вопрос. Вопрос подавления свободы. И не перепутайте с вопросом подавления мусульманскими лидерами, в которых есть недостаток подавления свободы мысли, духовных амбиций людей. Но до сих пор в мусульманском мире к Корану обращаются 5 раз в день. Даже в деспотичных странах. До сих пор люди управляются по Корану. До сих пор. Вы узнаете, что женщины в мусульманских странах, те, которые носят вуаль, закрывают себя, чтут свою семью, они чтут брачный обет. И они делают это не потому, что их заставляют. Я приведу вам другую статистику. Вы знали, что в западных странах, между Англией и Америкой, я не беру сейчас Австралию, только Англию и Америку, вы знали, что в них каждый год проводится 516 тысяч абортов? 516 тысяч жизней обрываются. Потому что люди, как им кажется, совершили ошибку. И это разрешено правительством. Это не происходит в мусульманских странах. Семья. Семья все еще драгоценное слово в мусульманских странах. И семья стала абстрактной терминологией на Западе. Даже мужчины и женщины стали абстрактными на Западе. Вы знали, что на Западе, где женщины могут сочетаться браком и усыновить детей? Вы знали, что на Западе двое мужчин могут сочетаться браком и усыновить детей? Такого не происходит в исламских странах. Мы сейчас не будем вдаваться в тему морали, что кто-то был рожден с такой склонностью, имеют ли они индивидуальное право и так далее. Но животные этого не делают. Вопрос. Молитва Богу. Молитва Богу учила, а не была его собственной молитвой. Это была молитвой Богу. Люди попросили Иисуса Христа: научи нас, как молиться. Это была молитва Богу? Люди попросили Иисуса Христа: научи нас, как молиться. Это и есть в Писании, а вы не знаете. Это называется молитвой Бога. Я не авторитет по Библии, но это ваше собственное Писание. Это говорил Иисус. Не кто-то другой, но и Иисус. А что касается того, что Павел не писал Откровения, так я не говорил, что он их писал. Книга, которую написал Павел, очень ясна. Никто не знает, кто написал Откровение. Потому что Иоанн сам этого не знал. Иоанн какой? Есть разная противоречивая информация о том, кто такой Иоанн, Матвей, Марк, Лука. Или это Иоанн из Откровения, или это Иоанн, который был учеником Иисуса Христа. Я скажу вам, сделайте домашнюю работу, и вы узнаете, что авторитеты Библии, сама церковь скажет вам, что Иоанн из 4 Евангелий, самое раннее из них было через 40 лет после Иисуса Христа. Он не был его учеником. И это говорю не я, это говорят специалисты в Библии. Если вы захотите, я буду к вашим услугам в комнате наверху. Там мы поговорим. Я христианин, который немного запутался. Похоже, есть разница в интерпретации ислама в разных странах. Почему так? Эти противоречия между мусульманами есть во многих схемах. Потому что некоторые мусульмане знающие, а некоторыми мусульманами управляют. Некоторые мусульмане честные, некоторые мусульмане порядочные, некоторые мусульмане богобоязненные, а некоторые мусульмане заблудшие.
Так же, как и христиане. Мусульмане всего лишь люди. Но нет разницы между мусульманами в отношении Корана. Нет таких мусульман в мире. Все мусульмане знают Коран. Если произвольно выбрать человека, мусульманина, которого я никогда не видел, пока он не приехал в Австралию, я выберу другого мусульманина из Индонезии, которого я также никогда не видел. Я выберу другого мусульманина из Аравии, другого мусульманина из Африки, другого мусульманина из Германии и попрошу, чтобы они встали и скажут: давайте прочтем такую-то суру, то я гарантирую вам, что все мы начнем читать от начала и до конца именно эту суру. Абсолютно одинаково, не зная друг друга. Но христиане не могут встать и сделать это. Произвольно. Хотите, проведите эксперимент. Мы можем провести этот эксперимент. Любая книга Библии. Вы не сможете встать и прочитать ее все вместе, используя одни и те же слова, и одинаково закончить. Потому что есть 354 разные версии Библии. То есть так много разных убеждений. Они сами не могут согласиться в количестве стихов, в количестве глав, и откуда они взялись. Вопрос, почему объединенный лидер не обращается к вышесказанному? Вы знаете, единство зависит от Бога. Бог вселяет вдохновение в сердца людей. А не люди сплачиваются сами. Я хотел бы знать, если у Бога есть власть сохранить Коран в его оригинальной форме, почему Бог не смог спасти другие святые писания? Так было предопределено. И я не Бог, так что этот вопрос не ко мне. Дело в том, что Бог направил посланника, и Бог послал откровение, и Бог послал закон, который должен был прояснить и быть окончательным для всех пророков и всех откровений, для всех законов и юридических эдиктов, что были посланы. Так что если вы следуете Корану, вы следуете всем предыдущим откровениям. Если вы следуете за Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, вы следуете за всеми пророками. Если вы следуете исламу, вы следуете главнейшей системе жизни, что было приказано Богом всем пророкам. Зачем нужно было сохранять закон, который был послан только для одной группы людей, когда в конце был послан закон ко всему миру? Вы знаете, вы можете продолжать увиливать, искать какие-то недостатки. Вы можете попытаться найти какую-либо причину. Но Коран ясен. Ему не нужна защита. Жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, была как солнце в небе. Он не нуждается в защите. Ислам — это система жизни, и она не нуждается в защите. Я попрошу вас, перестаньте задавать все эти вопросы. Просто пройдите тест. Как говорят, бросьте вызов. Прочтите Коран с открытым сердцем. Прочтите о жизни Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с открытым сердцем и открытым умом. И после этого изучите систему ислама с открытым сердцем. Неважно, доктор вы, юрист, археолог, бедный, богатый, кем бы вы ни были, я гарантирую, что ваша жизнь никогда уже не будет прежней. Так, вопрос. Почему вы бреете голову? Ну, я не знаю, у меня стали выпадать волосы. Все волосы. Нет. Мусульмане покрывают свои головы, мужчины покрывают свои головы по традиции, из уважения. Не все мужчины-мусульмане покрывают свои головы. Это очевидно. Но те, кто это делает, они поступают так, потому что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, любил так делать. А мне нравится выглядеть как мусульманин. И когда я бываю в костюме и галстуке, а я таким иногда бываю, или когда я ношу одежду, как сегодня, я люблю покрывать свою голову. Потому что мало кто покрывает свою голову. Мало таких мусульман. Мало таких мужчин, которые покрывают свои головы кепкой без козырька. Так что если завтра в аэропорту меня очень часто выделяют из толпы, вы ведь знаете, что это значит, так? Люди спрашивают меня в зале ожидания: «Мистер Ясин». Они говорят: «Вы были произвольно выбраны». Я говорю: «Я знаю. Я отмечен». Я поворачиваюсь к другим людям в зале и спрашиваю:
Есть ли во мне что-то такое, что выделяет меня из других? И как вы думаете, что они говорят? Они говорят, да, есть. Да, многие мусульмане покрывают свои головы, так же, как и большинство мужчин-мусульман, следуя традиции пророка, да благословит его Аллах и приветствует, решает отпустить бороду. Так что борода и покрытая голова вместе указывает на то, что человек мусульманин. Особенно сейчас. Это не может быть буддист или индус, быть кто угодно. Это может быть иудей, но они используют другие головные уборы. Так что опустить бороду — это обязанность. Это не значит, что человек без бороды не может быть мусульманином. Но большинство мужчин-мусульман делают это, потому что это обязанность, возложенная пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Он приказал нам так делать. Обычно мужчины, которые опускают бороды, и некоторые из нас любят коротко стричься. Что же касается мусульманских женщин, то здесь все по-другому. Они покрывают свои головы, носят просторные одеяния, прикрывают свое тело и не показывают свою красоту, свои формы. Бог дал мусульманкам конкретный вид одежды, чтобы они выделились. И было ясно, что они мусульманки, и к ним не будут приставать. И когда мужчина на улице видит их, просто потому как они одеты, он уже будет их уважать. Вы вряд ли услышите, как мужчины свистят вслед мусульманской женщине. И не надо думать, что мусульманки менее красивы, чем другие женщины. Просто они скрывают свою красоту для своих мужей. Это как жемчуг в раковине, как алмаз. Если бы я пришел к вам домой и попросил вас, можно мне посмотреть на ваши алмазы, посмотреть на ваши деньги, можно посмотреть на ваши драгоценности. Вы можете мне дать номер своей кредитной карты? Вы ведь мне его не дадите. И не разложите все это передо мной. А наши женщины, наши матери, наши жены, наши дочери, для нас они более драгоценны, чем наши алмазы, чем наше золото и номер кредитной карты. Вопрос. Является ли английский перевод Корана достаточно точным? Вы знаете, вообще-то ни один язык не может адекватно перевести Коран. Коран, он только на арабском. На самом деле он только на арабском. Это формула самого откровения. Однако смысл Корана может быть представлен на различных языках. Так, тут есть еще немного вопросов. Я отвечу на несколько из них. Вы не возражаете? Я отвечу на несколько из них. Вы не возражаете? Вопрос. А может быть, он имел в виду под утешителем Святого Духа? Может быть, Святого Духа? А может быть, он говорил об Иисусе? Он ведь также говорил: «Я Альфа и Омега». Но Иисус не знал греческого. Иисус не говорил на греческом. Иисус говорил на арамейском. Как будет Альфа и Омега на арамейском? Альфа и Омега — это часть греческого языка, не так ли? Ведь так. Иисус так не говорил. Просто кто-то приписал это Иисусу. В этом-то вся и проблема. Есть люди, которые продолжают добавлять различные высказывания Иисусу Христу. Они лгут о нем, фабрикуя все это о нем. Богохульствуют, приписывают ему то, что им самим хочется, без свидетельств и доказательств. Иисус так не говорил. А вы пытаетесь достать камень со дна посередине океана. Так, вопрос. Как вы объясните эволюцию? Честно сказать, Дарвин объяснил ее не очень удачно. Вот есть человек, Дарвин, Чарльз Дарвин. Давайте рассмотрим его жизнь. Чарльз Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны. Он это говорил? Хорошо. Давайте поговорим об этом здесь. Он умер, но мы смотрим на это в свете научного опыта и фактов. Обезьяны плачут? Я спрашиваю, обезьяны плачут?
Нет, не плачут. Обезьяны обладают интеллектуальной способностью или эмоциями, чтобы плакать? Люди плачут. Это часть их бытия, часть их физического состояния. Да, обезьяны млекопитающие. И люди млекопитающие. Но умеют ли обезьяны считать? Обезьяны дирижируют оркестром. Они могут проводить исследования, защищать диссертации, строить дома. Обезьяны могут построить зоопарк и посадить туда человека. И, наконец, если человек произошел от обезьяны, то он должен дальше продолжать эволюционировать. До чего бы довела эта эволюция, если бы он эволюционировал? А если обезьяна эволюционировала в человека? Почему тогда остались другие обезьяны? Теория Дарвина прожила около 25 или 30 лет после его смерти. Больше никто не поддерживал идею о теории эволюции Дарвина. Эта идея умерла, как умер и коммунизм, после распада Советского Союза. Если вы до сих пор говорите об эволюции, то вы просто настоящий колдун. Идите ищите лекарства от полиомиелита. С этим покончено, все. И вопрос даже не в этом. Вопрос даже не в этом. В том, что если Дарвин считал, что теория эволюции — это то, что мы называем естественным отбором, то, что мы можем утверждать, что Бог произвел естественный отбор, и мы теперь здесь. Но Дарвин ведь так не сказал. Да, и еще. Не очень увлекайтесь Дарвином, потому что надо взглянуть на его линию жизни. Он сам был в некотором замешательстве. Нехорошо, конечно, говорить о мертвых, но у Дарвина были крупные проблемы в личной жизни. У Дарвина были крупнейшие моральные несовместимости. Если вы рассмотрите крупные моральные несовместимости вместе с теорией, которую он выдвинул, и задурманил голову всему миру, я думаю, все это нужно поместить туда, где сейчас он сам находится. Так, вопрос. Почему вы говорите, что исламу почти 1500 лет, если Адам был первым человеком, мусульманином? Я не говорил, что исламу 1500 лет. Я сказал, что Коран был ниспослан 1424 года назад. Я сказал, что Адам и все пророки были мусульманами. Это означает, что ислам — это мир и преданность. И ислам был верой всех пророков. Но он не был назван так до тех пор, пока не появился Коран. Этот стих попал в Коран, и поэтому он был назван формально, как система. До этого он не назывался системой. И если я этого не говорил, то говорю сейчас. Что говорит ислам о пересадке органов и клонировании? Мы мусульмане. У нас нет пересадки органов. Что Бог дал мне, это только для меня. Однако некоторые ученые говорят, что если бы мой сын или моя дочь умирали бы от какой-то редкой болезни, а у меня есть 2 почки или какой-нибудь другой парный орган, и как бы ни обстояли дела, я пожертвовал бы его, как бы дал им кровь, то это будет разрешено. Но я не позволю взять мое тело, которое является святыней, мое тело, которое совершенно, мое тело, которое было дано мне Богом, мое тело, которое было дано как дар, которым я сам не владею.
Я не позволю взять свои органы и отдать их другим людям. И создать новую индустрию запасных частей. А что касается клонирования, они клонируют только то, что Бог позволяет им клонировать. Но я гарантирую вам, так как Бог сказал в Коране, мы создали человека совершенным образом. И никто не создаст то, что создал Бог. Я гарантирую вам, что если они создадут нацию клонов где-нибудь, то у нас будет нация придурков. Они будут неполноценными. Они не будут функционировать. Они будут полны недостатков. Возникнет огромная путаница и проблемы. И уже сейчас на все это есть знаки. Потому что сейчас уже есть фабрики, которые делают, как это называется, роботроника. Уже сейчас экспериментируют, вставляя разные части тела внутрь человека. Берут часть компьютера и помещают их в человека, делая из них наполовину машину, наполовину человека. Проводятся эксперименты. Для этого есть огромные здания в Техасе, во Франции. Места, где они проводят такие эксперименты над человеком. Но у них уже есть проблемы и осложнения. Потому что человек не способен создавать, как Бог. Во-вторых, если они что-то захотят клонировать, то это ничто. Потому что они создают что-то из чего-то, не так ли? Если они действительно захотят сделать что-то, то пусть сделают это из ничего. Вопрос. Вы говорите, что ислам — это совершенная система. Но где в сегодняшнем мире есть страна, в которой ислам исповедует в полной мере? Я сказал, что ислам завершен, как система. Я не говорил, что люди следуют ему всеобъемлюще. Я не говорил, что люди следуют ему в полной мере. Если я выпекаю пирог, даже если я мусульманин и пекарь, если я выпекаю пирог и не положу в него дрожжи, вы думаете, он поднимется только потому, что я мусульманин? Так что если мусульмане сегодня не живут по исламу, значит, у них нет дрожжей. И у них тоже ничего не получится. Но если бы мусульмане следовали исламу, но если бы мусульмане следовали бы Богу, как в системе, Бог сказал в Коране, поистине религия перед Аллахом ислам, потому что ислам — это покорность Его воле. Если бы человек служил Богу так, как Он приказывает ему, неужели вы не думаете, что человек получит то, что ему причитается? Если у вас в автомобиле есть система, которая называется навигационная, которую вы можете менять с помощью различных программ, и она сообщает вам со спутника, где вы, разговаривает с вами всю дорогу. Система навигации создана человеком. Неужели вы не думаете, что Бог, который создал небеса и землю, и создал людей, которые будут их направлять, для тех, кто будет следовать Его навигации, для тех, кто будет следовать направлению Бога, для тех, кто следует Писанию Бога, для тех, кто следует за посланниками Бога, они также найдут правильное направление. Они также найдут правильное направление Бога в системе жизни, которую Он создал для людей. А кто лучше направит людей, как не тот, кто создал их? На этом, я думаю, мы закончим. Те же, кто хочет встретиться со мной, из числа не мусульман, я встречусь с вами в указанной комнате, которую приготовили мои братья. Так, последний вопрос. Извините, личные вопросы и ответы — все это только после лекции. Дверь рядом со столовой, с правой стороны. Вас туда проводят. Спасибо вам большое, и да благословит вас Господь.